Практической конференции. Рада приветствовать тех участников, которые с нами со вчерашнего дня. И также, конечно же, приветствовать тех, кто присоединился к нам сегодня. Сегодняшний наш блог посвящен практическим вопросам контроля в сфере контрактной системы. У нас представлены будут работы 5 спикеров до 12 часов. Представляю первого спикера, это Червова Анна Владимировна. Прошу любить и жаловать. Начальник отдела методологического обеспечения контроля контрактных отношений, Управления по контролю в сфере контрактных отношений Федерального казначейства, город Москва. Второй спикер у нас Суханова Ирина Александровна, заместитель директора, преподаватель, консультант Центра профессионального образования Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования Байкальский государственный университет, город Иркутск. Далее, после выступления двух спикеров представленных, у нас с вами будет перерыв на кофе-брейк. И далее продолжим работу с иными спикерами. Я их представлю уже чуточку позже, после перерыва. Темы выступлений спикеры озвучат сами по регламенту работы. Соответственно, после каждого выступления у вас есть возможность задать вопросы. У нас в зале имеется 2 микрофона, слева, справа от меня, от вас, соответственно, с другой стороны, получается. Можете задать вопрос непосредственно по микрофону, либо, если есть желание, можете задать вопрос в письменном виде. У нас в зале будут присутствовать помощники-администраторы, вы их можете, собственно говоря, распознать по бейджикам, они к вам подойдут и, собственно говоря, помогут записать вопрос, для того, чтобы передать выступающему. Регламент такой, собственно говоря, далее. Вся работа нашей секции должна завершиться в 12 часов. В 12 часов не расходимся. У нас будет круглый стол по итогам проведения практической конференции. К нам присоединятся коллеги, которые работают параллельно сейчас на иных площадках. И, соответственно, будет итоговый круглый стол. Поэтому там вы можете задать вопросы не только представленным спикерам на сегодняшней секции, но и всем остальным иным, которые заявлены, соответственно, в программе. Программа у вас есть, раздаточные материалы вы получили. Ну и, собственно говоря, что удачи нам, давайте успешно будем работать. Все? Анна Владимировна, прошу. Спасибо большое. Вот, прошу прощения. Тогда повторюсь. Коллеги, доброе утро. Я представляю Федеральное казначейство, и сегодня речь поведу о 44-м федеральном законе, о тех последних изменениях, которые он претерпел в этом году, и о тех подходах, сформированных уже в том числе в органах финконтроля, к применению и, в принципе, к осуществлению контроля в соответствии с теми изменениями, которые были внесены. Ну, я начну с того, что все вы прекрасно знаете, что 99-я статья 44-го федерального закона, она предусматривает несколько видов контроля. Для вас привычнее и обычнее иметь дело с ФАС России, то есть это часть 3 статьи 99-й. Это тот контроль, который мы называем контроль в сфере закупок, который, соответственно, осуществляет ФАС России, его территориальное управление, а также органы власти субъектов, уполномоченные на осуществление такого контроля. И, опять-таки, новшество 44-го – это тот общественный контроль, с которым мы также познакомились уже с 2014 года, знакомы. И вот те еще 2 направления, которые также были введены 44-м федеральным законом, они имеют свои особенности. В любом случае база заложена в бюджетном законодательстве, в бюджетном кодексе Российской Федерации, но при этом части 5 и части 8 99 статьи 44-го федерального закона, они устанавливают особенности осуществления как раз-таки финансового контроля в сфере закупок. Но я думаю, что вот на протяжении последних буквально лет, наверное, 2, это направление, оно как отдельное, не как то в рамках осуществления
финансово-бюджетного контроля все-таки развивается, и вы с ним тоже, я думаю, что уже знакомитесь все больше и все чаще. От федерального казначейства могу сказать, что в рамках, опять-таки, структуры федерального казначейства в том числе, это направление было выделено как отдельное, как абсолютно самостоятельное и отделено от финансового контроля, финансово-бюджетного контроля. Учитывая все те особенности, да, повторюсь, которые 99-я статья у нас предусматривает. Но это вот если в общем говорить о том, на что я сегодня буду обращать внимание и через призму чего мы будем рассматривать те изменения, которые были в 44-й закон внесены, поэтому чтобы у вас было вот это общее представление. Но начну, коллеги, опять-таки с тех изменений, которые были внесены 71-м федеральным законом. Это те основные поправки, с которыми мы все уже работаем на протяжении этого года и будем еще в следующем году активно к этому привыкать, примиряться, практику формировать, применение. Поэтому я в каких-то моментах, возможно, буду повторяться, учитывая, что вы вчера целый день работали. Я, к сожалению, не слышала коллег, но я думаю, что какие-то моменты я уточню, какие-то поправлю, потому что в любом случае те экспертные оценки, которые вчера давались, я думаю, что видение многих вопросов, оно различно. Ну, по крайней мере, то, что я слышала до этого, да, от этих, соответственно, спикеров, некоторые моменты стоит уточнить. Если вдруг у вас появились вопросы, остались, точнее, вопросы после вчерашнего дня, в том числе также в рамках изменения законодательства, также готовы обсудить, ответить. На самом деле, вопросы есть, они подвешены, они еще в настоящее время решаются, и, по крайней мере, этот переходный период, он требует опять-таки такой ручной донастройки, и для заказчиков важно понимать и представлять, каким образом эти все пробелы регулирования обходить, и каким образом себя обезопасить от, опять-таки, тех контрольных органов, штрафов, КоАПа и так далее. Поэтому на этом тоже остановимся, какой-то вот моменты какие-то я озвучу. Ну, давайте, коллеги, уже непосредственно к изменениям. В части именно финансового контроля, да, в части именно 99-й статьи и тех полномочий федерального казначейства, которые есть, и органов именно финансового контроля, мы говорим, что в этом моменте, да, вот именно в пределах наших полномочий, мы контроль осуществляем на этапе планирования закупки, на этапе уже исполнения, соответственно, контракта. То есть вся процедурная часть у нас отнесена к полномочиям ФАС России, все остальное, по сути, да, весь остальной 44-й федеральный закон контролируют органы финансового контроля. Что касается планирования, также я думаю, что вчера неоднократно вам это уже объясняли, говорили, вы это обсуждали. У нас на самом деле долгожданные изменения были внесены, то, что мы достаточно долго уже по итогам практики, уже сформированные, имеющиеся, говорили о том, что в принципе, система сложная, система дублирует информацию, система достаточно накладывает большие затраты, трудозатраты на заказчика и, в принципе, никакой в себе смысловой нагрузки как таковой не несла. Поэтому принято решение оставить один документ планирования закупки. Обращаю вас внимание, он на самом деле остается один, а не те 4 ранее существующих. Это ранее существовал у нас, соответственно, план закупок, план-график закупок и еще 2 обоснования закупок, 2 формы обоснования, которые являлись приложением и были утверждены, соответственно, 555-м постановлением правительства Российской Федерации. Так вот, эти 4 документа, приняты утратившими силы, у нас появился один документ, который, соответственно, регламентирует планирование закупок. Это постановление 1279, известно, я думаю, уже вам, потому что все уже готовятся к доведению лимитов и к осуществлению планирования на следующий год и на последующие, соответственно, 2 в рамках бюджетного планирования, в рамках бюджетного законодательства. Так вот, коллеги, что здесь для нас важно и с какой точки зрения мы именно изменения в части планирования рассматриваем? Это опять-таки касается обоснования обоснованности закупок. У нас исключены несколько статей ключевых, которые в 44-м присутствовали в предыдущей его редакции.
У нас полностью исключена статья 13, которая регламентирует цели осуществления закупки, но при этом обращаю ваше внимание, что осуществление контроля в том числе на предмет именно того целеполагания и, в принципе, тех целей осуществления этой закупки осуществляться будет. Но это уже, наверное, все-таки к стадии исполнения, там я тоже на этом остановлюсь. Но вот в рамках исключения основных изменений, которые были внесены, это вот существенный вопрос. То есть, несмотря на то, что те 3 цели, которые были заложены в 13 статье, зачастую заказчики для своих, да, там каких-то в рамках своей деятельности не могли их, по большому счету, каким-то образом характеризовать для своих закупок, но при этом обращаю ваше внимание, что осуществление закупки для обеспечения своих нужд, для обеспечения деятельности, для реализации своих функций, то есть в этой части контроль в любом случае будет осуществляться. То есть зачем вы покупали, например, 2 принтера, ну, там, к нормированию будет относиться, и вообще нужны ли они вам были. Ну, это как пример, да, я привожу, то есть достаточно такой простой, наглядный, но, например, какие-то научно-исследовательские работы, что более, да, уже сложный момент, и вообще, в принципе, определиться с целью тех или иных работ, закупки либо услуг, в этой части, соответственно, контроль также будет осуществляться. В части обоснованности закупки, что все-таки, вот давайте начнем все-таки с планирования. В этой части исключение 555 постановления у нас не снимает заказчика обязанности по именно обоснованию закупки. В рамках новой редакции 44-го у нас закупка является обоснованной. В случае, если она осуществлена в рамках применения статьи 19 и статьи 22. Соответственно, у вас закупка должна быть отнормирована по всем тем правилам существующим, которые у нас действуют. И, соответственно, начальная максимальная цена этого контракта должна быть определена в рамках 22 статьи с применением тех методов, которые в действующей редакции 22 статьи у нас имеются. Здесь также остановлюсь, коллеги, на том, что в рамках осуществления своей практики. А будьте добры, можно мне ту презентацию включить, которая вторая, чтобы я их буду менять тогда? Я прошу прощения, у меня просто проблемы с флешкой возникли, и собранная презентация почему-то вот не открылась, поэтому приходится из 2. И вторую презентацию, не второй слайд, а вторую презентацию. Что касается начальной максимальной цены контракта, если начали уже про нее говорить, давайте я сразу буду комплексно тогда формировать и слайды, соответственно, исходя из этого демонстрировать. Обоснование начальной максимальной цены контракта, коллеги. На самом деле это основная проблема, основная сложность, с которой мы сталкиваемся при осуществлении контроля, и в этой части мы выявляем на самом деле больше всего в процентном соотношении нарушений. То есть определение начальной максимальной цены контракта – это прямая обязанность заказчика, то есть цена должна быть обоснованной с применением тех методов, которые, повторюсь, предусмотрены 22 статьей, либо применением какого-либо иного метода, при этом, опять-таки, применение этого иного метода, как вам всем уже известно, я надеюсь, должно быть обосновано. В этой части, коллеги, по результатам осуществления, опять-таки, нашей контрольной деятельности, наших контрольных мероприятий, мы выявляем тот факт, что обоснование начальной максимальной цены зачастую оно формально. То есть, опять-таки, тот действующий до настоящего момента 567 приказ Минэкономразвития, который, по большому счету, не является обязательным для применения, но уже сформировалась такая практика, что и общественный контроль, и счетные палаты, и прокуратура в том числе, в разных субъектах по-разному, но зачастую применение этого приказа Минэкономразвития является обязательным. Так вот, исходя из требований этого приказа, достаточно запросить там 3-5 ценовых предложений, и, в принципе, что может являться базой для обоснования начальной максимальной цены контракта и, в принципе, для ее формирования. Мы здесь, коллеги, зачастую сталкиваемся с тем, что вот с тем формальным подходом, во-первых, заказчика, а во-вторых, тех участников закупки, которым соответствующий запрос ценовых предложений направлен. И вот опять-таки та проблематика того, что все-таки каким образом заказчик себя может в этой части обезопасить,
применять ли два метода одновременно, что зачастую заказчики делают, например, помимо запроса ценовых предложений применять в том числе затратный метод, либо самостоятельно ищут информацию в интернете, либо в реестре контрактов уже заключенных и исполненных, да, соответственно, что находится у нас в ЕИСе. Поэтому вот именно с этой точки зрения для заказчика, конечно, работа проблемная. Если мы говорим про какие-то простейшие товары, не знаю, там, продукты питания, либо какие-то типовые закупки, то в этой части, конечно, достаточно просто, хотя и здесь можно столкнуться с большими сложностями. Либо вообще не получить эти ценовые предложения, либо получить, но у них разброс будет таков, что у вас там больше 1000% между наименьшей и наибольшей ценой может составлять, в том числе бывают и такие случаи, и какую в итоге цену все-таки заказчику определять за минимальную, это будет на самом деле минимальная цена, либо средняя цена, в этом проблема тоже существует. Здесь сразу, коллеги, остановлюсь на том, что нами предложены соответствующие поправки в 22-ю статью. В настоящее время они в рамках подготовки, опять-таки, большого пакета изменений рассматриваются. Мы это прорабатываем с Минфином России. И я думаю, что в начале следующего года, весеннюю сессию, как и планируется принять этот большой, опять-таки, проект федерального закона, эти изменения также будут внесены. Основные наши предложения – это запрос ценовых предложений исключительно у, соответственно, участников, которые уже аккредитованы и зарегистрированы в ЕРУЗе. Это единый реестр участников закупок. Учитывая то, что у нас теперь абсолютно все поставщики должны быть зарегистрированы и аккредитованы в единой информационной системе. И обращаю ваше внимание, что начиная с 1 января 2020 года, если участник, соответственно, потенциально не зарегистрирован в ЕРУЗе, в ЕИСе, соответственно, подача заявки от такого юрлица будет, в принципе, невозможна. Поэтому, коллеги, если заказчики, если у вас есть какие-то, это говорят все абсолютно не скрывая уже, да, там устойчивые сформированные связи с вашими потенциальными поставщиками, то обратите внимание, что, конечно же, уже к 1 января регистрацию в ЕРУЗе необходимо пройти. Иначе, соответственно, возникнут проблемы с подачей заявки, вообще, в принципе, с участием в закупке. Это что касается определения начальной максимальной цены контракта. Также зачастую мы по практике сталкиваемся с тем, что в принципе заказчик применяет неверный метод. Здесь мы говорим именно четко о требованиях 22 статьи, в которой прописаны те случаи определенные, в которых применяется тот или иной метод. В части, опять-таки, тех предложений, тех изменений, которые в настоящее время готовятся, это связано с применением нормативного метода, в принципе, вообще с тем нормированием, которое в настоящее время в рамках 44-го закона у нас существует. Я думаю, что вам всем также это все уже известно и знакомо. Это та достаточно сложная система, тот трехуровневый подход, который у нас есть, единые требования, утвержденные на уровне правительства Российской Федерации. Дальше, соответственно, все это спускается ниже до уровня субъекта муниципалитета. В принципе, система сложная, неэффективная, абсолютно никаким образом закупки не нормирует, не ограничивает, вообще не исполняет ту цель, ради которой, в принципе, нормирование внедрялось. То есть то ограничение закупок предметов роскоши, в принципе, исключение закупок по тем высоким ценам вообще, в принципе, ненужных товаров, работ, услуг, на самом деле этот инструмент в настоящее время не реализует. Поэтому в рамках, опять-таки, доработки изменения законов в следующем году Минфин России будет рассматривать, в настоящее время уже идет работа, подготовка, уже не первый год, могу вам даже это сказать, что достаточно сложная процедура и сложное формирование, в принципе, подхода к нормированию, но работа ведется, я думаю, что в следующем году по весне какой-то все-таки единый подход, единый документ, утвержденный на уровне правительства Российской Федерации, соответственно, наверное, все-таки с теми возможностями установления особенностей на уровне субъекта муниципалитета будут установлены. Но вот той сложной системы, да, вот этой иерархичной, которая сейчас есть, она будет, конечно, исключена. Это вот параллельно идя по ходу, что касается нормирования в том числе.
Это, коллеги, что вот в части планирования, что касается формирования начальной максимальной цены контракта. Будьте добры, предыдущую презентацию, молодой человек. Я вас сегодня помучаю, можно чуть-чуть. Далее, коллеги, что касается еще у нас планирования. Это, опять-таки, важный момент, как раз-таки обоснование начальной максимальной цены контракта, где же сейчас это будет происходить. Мы говорим, коллеги, о том, что, исключая план закупок, план-график закупок в старой редакции и то постановление, которое было принято 1279, если вы его уже, я думаю, что ознакомились и видели, вы прекрасно понимаете и знаете уже, что требования к заказчику об указании начальной максимальной цены контракта в новой форме плана графика закупок, оно в принципе отсутствует. То есть мы говорим о том, что вы можете формировать единую агрегированную строку по каким-то единым, например, не знаю, там, закупая канцелярские товары, вы это формируете одной строкой, соответственно, указываете общий объем средств, планируемых к расходованию. То есть здесь мы не говорим о необходимости обоснования начальной максимальной цены контракта, и такое требование у заказчика исключается. Но то, что я говорила ранее, коллеги, все равно на заказчике остается обязанность по обоснованию НМЦК. Поэтому первый документ, который появляется у нас, который размещается в ЕИСе после плана графика, является извещение. Таким образом, это то видение, пока оно формально, скажем так, сформировано и идет из такого комплексного, да, вот, трактовки норм, но первый документ, который появляется, соответственно, в ЕИСе у заказчика при осуществлении закупки, и первый документ, в котором появляется начальная максимальная цена контракта, является извещение. Таким образом, коллеги, к извещению у вас, начиная с 1 января 2020 года, должно быть это обоснование приложено. Либо это будет идти приложением, либо это будет идти отдельным документом, назовете вы это обоснование начальной максимальной цены контракта. В принципе, пока это дано на откуп заказчику. Но то, что это должно, соответственно, в документации присутствовать, при первом его размещении в ЕИСе, на это я обращаю, коллеги, ваше внимание, потому что здесь мы говорим и о, соответственно, соблюдении требований законодательства, это, во-первых, во-вторых, это прохождение финансового контроля, часть 5 статьи 99, первоначально, которую вы будете проходить при размещении плана графика закупок в ЕИСе, и, соответственно, дальнейших всех документов. Поэтому вот в этой части, коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость обоснования начальной максимальной цены контракта. Здесь еще один тонкий момент есть, это обоснование цены контракта, заключаемого с поставщиком. В 93-ю статью также у нас внесено изменение, которое говорит о том, что размещение извещения при осуществлении закупки у поставщика не требуется. Если раньше это у нас были определенные пункты части 1 статьи 93, которые не требовали размещения извещения, то теперь это прямая норма абсолютно для всех закупок, осуществляемых у поставщика. При этом контракт, который вы заключаете с поставщиком, у вас появляется обязанность внесения его в реестр контрактов в течение 3 дней после его, соответственно, заключения и подписания. Так вот, коллеги, внося сведения и размещая контракт в реестре контрактов, соответственно, за исключением тех пунктов, которые, опять-таки, содержат часть, по-моему, 4 93 статьи, говорит о том, что обоснование начальной максимальной цены контракта не требуется. В остальных случаях у вас приложением к контракту должно это обоснование быть. То есть у нас исключаются монополисты, у нас исключаются малые закупки, там еще отдельные пункты части 1 статьи 93, поэтому в остальных случаях обратите внимание, что опять-таки к такому контракту должно быть обоснование начальной максимальной цены контракта. Почему я об этом так много говорю? Потому что, коллеги, у нас на самом деле это ключевой момент осуществления закупки. Начальная максимальная цена контракта – это более всего, соответственно, нарушений предписаний, в том числе контрольные органы выдают именно в отношении определения начальной максимальной цены контракта. Поэтому здесь будьте, пожалуйста, осторожны и, исходя из той уже сформированной практики осуществления контроля, я даже уже сейчас не говорю об органах финконтроля, я говорю о тех
в том числе общественных деятелях, о Генеральной прокуратуре, о счетных палатах, в том числе субъектов. И здесь достаточно, учитывая всю открытость, да, информации, подход достаточно, как бы вот так назвать, но то, что рассматривается все под лупой, скажем так, ну, это, я думаю, что для вас тоже уже ни для кого не секрет. Поэтому вся та открытость информации, доступность, афиширование, это все в средствах массовой информации, то есть это имеет место быть. Поэтому в этой части обратите внимание, пожалуйста, на необходимость соблюдения всех требований при формировании НМЦК. Ну и, опять-таки, долгожданные изменения тоже уже, я думаю, что вы применяете, потому что норма действует еще с лета. Это тот период ожидания, как мы его называем, да, который вы должны были ранее выдерживать с момента внесения изменений в план-график до момента размещения извещения. Наконец-таки он у нас сокращен до 1 дня. И здесь, коллеги, обращу ваше внимание исключительно на то, что в рамках требований Гражданского кодекса вот этот 1 день, то есть размещая, точнее, внеся изменения в план-график, например, в понедельник, этот день вы не считаете, за этот 1 день вы ждете вторник, и уже в среду вы можете, соответственно, размещать извещение в ЕИСе. Это просто обращаю внимание на этот счет, который постоянно, ну, в последнее время уже все меньше с этим заказчики сталкивались, но, в принципе, случаи нарушения сроков размещения необходимой информации в ЕИСе у нас зачастую случается. И вот то формальное, опять-таки, те штрафы, которые на заказчика накладываются, хоть они и небольшие в этой части, но в любом случае лишний раз за там, ошибку в 1 день все-таки избегайте этого. Здесь, коллеги, параллельно у нас идет необходимость изменения Кодекса об административных правонарушениях, что, соответственно, вызвано этими всеми нашими изменениями. То есть та статья 729.3, которая как раз-таки регламентирует планирование закупок, она будет видоизменена. Соответствующие предложения тоже подготовлены, но учитывая, что это кодекс, это будет не так быстро, мы так полагаем. Но есть в том числе письмо Минфина России, которое говорит о том, что применение, соответственно, тех составов, которые заложены в действующей редакции КоАП, оно, конечно же, применяться не будет, потому что прямое несоответствие требований 44-го федерального закона и тех статей правонарушений, которые предусмотрены КоАПом, они, конечно, вот, реализованы быть не могут. Поэтому мы, конечно, надеемся на ближайшее внесение изменений, потому что, чтобы возможно было это работать и свою контрольную деятельность осуществлять, но как быстро это будет, да, вот, внесены эти изменения, пока сказать вам не могу, мы сами вот в ожидании этого всего. И здесь, коллеги, еще один момент, я думаю, вчера вы тоже это обсуждали, у нас появилась новая, абсолютно, она не новая, но уже была эта форма цены контракта, цена за единицу. Здесь, коллеги, только обращу ваше внимание на необходимость обоснования также выбора этого вида цены и обоснования того объема закупок, который вы по этой цене будете, вот, цене за единицу, осуществлять. С этой точки зрения мы видим также ряд рисков, с которыми мы столкнемся и заказчик, соответственно, в своей деятельности. Потому что если раньше это у нас было там порядка 13, по-моему, да, объектов закупки, по которым, соответственно, мы могли осуществлять закупку по цене за единицу, то с внесением этих изменений абсолютно любую закупку в случае обоснования необходимости заказчик может осуществлять по цене за единицу. Каким образом будет формироваться, в принципе, потребность в этой цене за единицу, как это будет обосновываться? Здесь, конечно, большой вопрос, и мы, конечно, понимаем, что заказчик может обосновать абсолютно все потребности, но в этой части, вот тоже хочу обратить ваше внимание, это будет рассматриваться достаточно серьезно. Здесь будет смотреть и ФАС России на именно выбор этого вида цены, и в том числе, учитывая финконтроль, расходование бюджетных средств, опять-таки, также будет это под контролем.
Далее, коллеги, переходим уже теперь к исполнению контракта, то есть от планирования. Начну вообще с того, что в принципе финансовый контроль – это выстроена система, и даже если мы выходим на проверку и вопросом проверки, темой проверки является исполнение контракта, я могу вам со стопроцентной уверенностью сказать, что планирование закупки мы будем проверять тоже. То есть, проверяя, каким образом контракт исполнен, каким образом заказчик осуществил приемку, проверяя соответствие поставленного товара тем требованиям, которые были прописаны в техническом задании в конкурсной документации, мы в любом случае отсматриваем обоснование этой закупки, каким образом он обосновывал как раз-таки все эти качественные характеристики, каким образом он обосновывал начальную максимальную цену контракта, я имею в виду заказчика, и к чему в итоге он при исполнении, соответственно, пришел. Опять-таки здесь активно также рассматривается и обращаю ваше внимание на применение 95 статьи 44 федерального закона. Это изменение, возможность изменения контракта и его существенных условий. Остановлюсь на этом попозже. Вчера у вас также была тема по закупке строительных работ, проблемные вопросы, тоже 2 минуты на них оставлю, но вот давайте по порядку к этому пойдем. Что касается, коллеги, исполнения. У нас исключены несколько документов, опять-таки, дублирующих и накладывающих на заказчика достаточно множество, опять-таки, трудозатрат. В этой части у нас исключены отчеты, необходимость размещения отчетов об исполнении контракта. При этом, конечно же, необходимость внесения сведений в реестр контрактов у нас сохранилась. У нас есть изменения в части прописания, вообще, в принципе, указания в контракте условий по ответственности сторон. У нас ушло требование о необходимости, это что касается и постановления 1042, о необходимости указания в контракте точного размера неустойки. То есть сейчас вы указываете, опять-таки, в пределах требований постановления 1042 только те проценты, то есть, опять-таки, дублируете положение постановления 1042, переносите его в условия контракта, но общий штраф, который вы раньше прописывали, ту сумму вы не указываете. Это исключено, опять-таки, с точки зрения того, что у нас появилась цена за единицу, и каким образом заказчику на моменте формирования документации проекта контракта высчитать эту неустойку, то есть, соответственно, возможности такой у заказчика нет. Поэтому именно указание четкого этого размера неустойки у нас исключается. У нас исключено, наконец-таки, также это долгая тема, заказчики от нее достаточно страдали долго и с этим не могли понять, что же такое все-таки внутренняя и внешняя экспертиза. Коллеги, еще раз хочу обратить ваше внимание. Внутренняя экспертиза не требует привлечения никаких иных экспертов, осуществляется заказчиком самостоятельно. При этом обращаю также ваше внимание, что осуществление экспертизы своими силами заказчика не требует подписания никаких иных документов, кроме как документа о приемке. Просто буквально на прошлой неделе была тоже в субъекте, в котором поставлено это на поток, что помимо того, что заказчик подписывает акт приемки, например, необходимо сформировать какой-то документ, который придумал внутренне у них в администрации, в правительстве требование такое, это называется внутренняя экспертиза. То есть вот этот документ, второй, он излишний, законодательством он не предусмотрен, поэтому еще раз обращаю внимание, подписав акт о приемке, вы берете на себя как заказчик ответственность о том, что принятый вами товар, работа, услуга соответствует всем тем требованиям, которые у вас первоначально были заложены при описании объекта закупки еще в документации, при размещении извещения. Поэтому внешняя экспертиза у нас исключена полностью. В этой части обязанность привлечения и, соответственно, расходования дополнительных бюджетных средств заказчика у нас исключено. Но правительство оставило для себя возможность в случае необходимости
определить те сферы, те товары, работы, услуги, на которые проведение внешней экспертизы будет необходимо. Пока соответствующее постановление правительства не принято и даже не разрабатывается, потребности такой нет, но в случае определения такой потребности оно может быть, соответственно, разработано и принято. Что касается, коллеги, вернусь про штрафы, пени, про ответственность, про неустойки. Это достаточно еще один проблемный вопрос после начала максимальной цены контракта. Заказчикам, к сожалению, в последнее время претензионная работа практически не ведется. Здесь именно в рамках того, что в рамках тех изменений в КоАП, про которые я говорила, у нас также предусмотрено введение нового состава правонарушения. Это именно ответственность заказчика в случае неведения претензионной работы вообще в принципе. Я могу сказать, что по практике порядка в 40% случаев заказчикам на самом деле не направляются претензии, не направляются письма, не фиксируется факт того, что поставщик свои обязательства, да, условия контракта не исполнил. Мы говорим о том, что это и просрочка по времени, по срокам. В принципе, как бы заказчик сидит, может ждать, сидеть месяц-два, причем это все на каких-то, на словах обещания поставщика, что я исполню, я дострою, я там поставлю и все прочее. Здесь, коллеги, обращаю ваше внимание опять-таки на то, что необходимость ведения претензионной работы возникает у вас с первого дня, как только заказчиком, прошу прощения, как только поставщиком не исполнено хоть одно условие. Нарушен срок, непоставка вообще в принципе произошла. То есть с момента наступления этого случая, с момента неисполнения хотя бы одного условия у заказчика возникает такая же, как во всех случаях, обязанность и требование, это у нас предусмотрено 34 статьей, да, соответственно, контракт содержит соответствующие условия, и заказчик эту работу должен осуществлять. Направить письмо, соответственно, зафиксировать факт нереализации поставщиком, соответственно, условий контракта. Мы, конечно, даем предписание, чтобы заказчик провел работу по взиманию соответствующих средств, возвращению их в бюджет соответствующего уровня, да, какая закупка осуществлялась. Но, коллеги, могу сказать, что, конечно, потом искать поставщика это можно и бегать за ним, опять-таки судиться, но вот все-таки возлагая, да, эти обязательства на заказчика и устанавливая в перспективе ответственность, которая, кстати, отмечу, была ранее предусмотрена КоАПом, и она в рамках 94-го закона у нас существовала, кто давно работает, я думаю, это помнит прекрасно. Но вот возвращая эту меру ответственности, я вам просто сейчас уже предупреждаю вас о том, что о необходимости ведения претензионной работы. В этой части, я думаю, что нам также будет помогать та автоматизация приемки, над которой сейчас казначейство России работает. Это помимо автоматизации закупочного процесса, самой процедуры, мы говорим об автоматизации как раз-таки стадии исполнения контракта. Пока это только пилот, пока мы только начинаем это формировать, вообще, в принципе, видение этого всего процесса, но учитывая, опять-таки, ту разрозненность при осуществлении приемки, то некое, да, там, отдано на откуп заказчику вообще, в принципе, исполнение контракта, каким образом это все проходит и осуществляется. Поэтому здесь это все опять-таки в совокупности будет работать, но именно в части установления штрафов и пений здесь работа, конечно, должна же вестись. Далее, коллеги, что у нас интересного еще появилось в 95-й статье? Здесь обращу ваше внимание, потому что вопросы уже начинают возникать. И я думаю, что для вас это, с точки зрения этих изменений, это и упрощение работы в том числе. Но давайте начнем сначала. Как и ранее в действующей редакции 44-го, так и сейчас у нас сохраняется норма о возможности изменения цены контракта в пределах 10%, то есть не более чем на 10%. При этом, если ранее мы говорили о невозможности изменения тех товаров, работ, услуг, видов работ, которые были заложены
в контракте, да, в условиях контракта, в техническом задании. В принципе, вот объектный состав закупки, назовем его так, вы его менять не могли. Изменяя цену контракта, вы должны были пропорционально, соответственно, изменить стоимость каждой позиции. То вот с внесением этих изменений, с 71-м федеральным законом, у заказчика появилась возможность в пределах 10% изменить как цену контракта, так и те виды работ, которые контрактом предусмотрены. Здесь коллеги постоянно задаются вопросом, как же так? То есть, да, вот вопрос непривычный, наверное, поэтому часто вот коллеги такие вопросы задают. Здесь единственное, на что обращу ваше внимание, да, вы можете на самом деле, то есть закон теперь предусматривает возможность изменения, в том числе и видов работ, которые предусмотрены контрактом. То есть мы уходим от необходимости пропорционального изменения каждой позиции закупки. Мы говорим о возможности изменения только одной позиции в пределах только того, единственное, что должны вы, условия, которые должны соблюсти, это изменение от общей цены контракта в пределах 10%. Внутри стоимости, внутри, ну, грубо говоря, тех 100 рублей, которые у вас закупка, да, контракт, на который заключен, вы можете там ценами играться как хотите, вот как вам удобно, как ваша потребность формируется. Поэтому здесь вот на это обращаю ваше внимание, возможность такая у заказчика появилась. Что? Да, по строительству это как раз-таки я вот начала говорить. И далее по строительству у нас появились два новых пункта, это 8 и 9, части 1 статьи 95, которые у нас предусматривают, и вообще в принципе были внесены изменения не только в 44-й, но и в градостроительный кодекс и закупка строительных работ. Кто этим занимается, обратите внимание, достаточно глобальные изменения были внесены и требуют, конечно, пока еще они не до конца приняты и требуют некого осмысления, в принципе вообще понимания того, как теперь закупку строительных работ заказчик будет осуществлять. Так вот, коллеги, у нас появилась возможность при осуществлении закупки строительных работ существенные условия контракта менять в пределах 30%. При этом здесь, коллеги, у нас должно быть соблюдение, обеспечено заказчиком нескольких условий сразу. Во-первых, цена контракта заключаемого, да, на такие работы должна составлять более 1 года. Это первое условие. Второе условие, начальная максимальная цена контракта должна быть более 100 миллионов рублей. Это требование у нас внесено постановлением 1168-86, номер могу путать. Но вот эти именно 100 миллионов предусмотрены как пороговое значение при осуществлении закупки, соответственно, на осуществление строительных работ, как условие для изменения существенных условий контракта. Это второе условие. Третье условие должно быть соответствующее решение правительства Российской Федерации либо органа исполнительной власти субъекта муниципалитета. Но основное, коллеги, условие, то, что это, в принципе, и раньше было прописано у нас в части 1 статьи 95, условие о возможности изменения таких существенных условий контракта должно содержаться уже в заключенном контракте. Почему я это сейчас так озвучиваю, как существенный, да, такой критерий внесения таких изменений, вообще, в принципе, изменения условий контракта, потому что многие сейчас вот, коллеги обращаются с вопросом, имею ли я право уже в заключенный контракт, в котором такого условия предусмотрено не было, внести условие о том, что я эти условия менять могу, то есть это некое, да, опять-таки набор слов повтор, но я думаю, что все прекрасно поняли, что если у вас контракт заключен, он не предусматривает возможность внесения изменения существенных условий в пределах требований законодательства, то внося искусственно такое новое, да, там, условие контракта, причем это речь также идет на стройку, на крупные строительные закупки, у заказчиков возникает вопрос, будет ли это нарушение, могу ли я это сделать сейчас. Коллеги, ну формально я думаю, что это будет контролером рассмотрено как и неформально тоже, конечно, как искусственное
некая такая заточка и возможность внесения этих изменений. С другой стороны, почему заказчик, имея уже какую-то практику осуществления закупочной деятельности, такое условие в контракте не предусмотрел, забыли они. На самом деле сейчас в одной области достаточно крупная стройка, там несколько миллиардов рублей, и вот они не прописали в контракт, по-моему, порядка 15, миллиардов строят они какое-то там сооружение большое, какой-то стадион. Не прописано у них. А потребность такая возникла. И вот теперь вопрос, можем ли мы внести соответствующие возможности изменения существенных условий в этот контракт, уже заключенный, в целях того, чтобы потом изменить цену контрактов в пределах 30%, потому что это стройка, и другие существенные условия, в том числе по смете контракта, там вопрос возник по необходимости осуществления других работ. Вот здесь, коллеги, вопрос открыт. На самом деле я бы в этой части обезопасила вас с точки зрения того, что начинать вносить в срочном порядке изменения во все контракты уже заключенные, чтобы такую возможность предусмотреть, я бы не стала. Если у вас появится соответствующее решение правительства на осуществление, я имею в виду вашего регионального, на необходимость изменения таких условий контракта, тогда да. Тогда это уже будет в совокупности, при соблюдении всех требований, эту возможность уже можно будет реализовать. И еще одна возможность – это, соответственно, продление срока исполнения контракта, это уже пункт 9 части 1 статьи 95. Здесь обращаю ваше внимание, что продлить срок исполнения такого контракта вы можете не более чем на срок, на который он заключен. То есть, если у вас контракт заключен на срок 2 года, то, соответственно, продлить вы его можете также на срок не более 2 лет. Это там прямая норма закона, достаточно четко, прямо прописана. Я думаю, что для всех также понятно. Молодой человек, а можно вот ту презентацию вернуть? Я материалы, коллеги, оставлю и даже долечу до Москвы в перспективе нормальную презентацию, которую в совокупности я коллегам перекину. Они вам также, я думаю, поделятся с ней. Вот, коллеги, давайте мне сейчас сразу упало также, чтобы глаз упал, я имею в виду. Что касается цели, то есть мы исходим опять-таки из тех полномочий в рамках финконтроля, которые на органы финансового контроля предусмотрены. У нас первое, то, что на слайде обозначено обоснованием и обоснованной закупки, соответственно, это уже функция исключена из 99 статьи, части 8, этот пункт 1, или там под буковкой А она у нас идет. Но вот все остальное, что есть, несмотря даже, то, что я хочу просто обратить ваше внимание, несмотря даже на то, что 13 статья уже утратила силу, но это мы делать будем. И здесь также в части обоснованности вопрос будет стоять. Что еще? Давайте, наверное, остановлюсь на тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся в перспективе, после того, как столкнулись мы, какие нарушения мы видим и какие предписания потом получает заказчик. И опять-таки это только для вашего такого чтобы вы избегали в перспективе всех этих моментов. Коллеги, в части опять-таки приемки. Здесь проблемный вопрос, потому что на самом деле бывают поставщики не исполняют своих обязательств, мягко скажем так. Либо, соответственно, поставили товар, не соответствующий тем требованиям, которые у вас первоначально были заложены в контракте. Вот в целях того, чтобы вы себя обезопасили, вам проще в настоящее время, в принципе, исходя из всего комплекса контрольных действий, которые, в принципе, в сфере закупки сейчас осуществляются, такую поставку просто не принимать. У вас на это есть право. Принимать для того, чтобы только принять, потому что вам он привез и оставил уже на складе, нет, коллеги, оформляйте отказ, приемку – это ваши полномочия, это ваши права, это ваша обязанность, в конце концов. И приемка товара, работы, услуги, не соответствующие условиям контракта, это будет только ваша обязанность, это будет только ваше нарушение. И если придет контрольный орган по факту уже осуществления этой закупки,
к вам на проверку выйдет и будет смотреть, каким образом и что вы вообще, в принципе, приняли. У нас последняя проверка была, мы на 2 миллиарда выявили нарушений. В части приемки там оборудование было такое дорогостоящее, не соответствующее условиям контракта. Поэтому вот здесь обратите, пожалуйста, на это внимание, и на самом деле лучше отказать, лучше поставщика уведомить о том, что вы приемку осуществлять не будете. А там дальше уже пускай он разбирается, как хочет. Привез он это, вам все выгрузил, пускай дальше загружает. Здесь, конечно, с работами и с услугами вопрос сложнее обстоит, но в любом случае вот к приемке подходите, пожалуйста, коллеги, достаточно серьезно. Полное соблюдение требований тех условий, того технического задания, которое было прописано, и тогда четче и яснее прописываете те требования, которые вы в закупке закладываете. То есть это еще и с этой точки зрения, то есть документация и контракт должны у вас эти требования содержать. Ну вот, наверное, основное то, что касается тех сфер, да, в которых мы контроль осуществляем. Конечно, есть сложности в поставках лекарственных препаратов, это отдельная история, это то госрегулирование цен, которые у нас там существуют. Конечно, сейчас этот момент уже автоматизирован, мы на самом деле вот на базе федерального казначейства, на базе ИИСа мы разработали некий модуль, которым в перспективе мы поделимся со всеми органами финконтроля и субъектов муниципалитетов. Что касается муниципалитетов, еще один момент. Здесь, коллеги, вопрос в том, что реализация полномочий органов финконтроля муниципальных образований, она, конечно, вообще в принципе отсутствует. То есть функции такие есть, полномочиями такими органы наделили, но потом реализация этих полномочий у нас по большому счету их нет. То есть не составить протокол, не возбудить там, да, КоАП какой-то в этой части. У муниципальных органов таких полномочий, повторюсь, нет. Это как раз-таки предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. Вот по весне, я думаю, также вы все, вот кто, если в том числе с контрольными органами взаимодействует, у нас были внесены изменения, это долгоиграющие, тоже выстраданные, это был 50-й федеральный закон принят, и у нас появилась возможность по соглашению между субъектом и муниципалитетом эти полномочия, эти функции от муниципалитета передать субъекту. Это поручение президента было еще 2014 года, мы начинали делать его еще, когда регулятором был Минэкономразвития, и вот как раз-таки в этом году наконец-таки этот закон был принят. В части финконтроля такие же возможные вот передачи этих полномочий. Все мы прекрасно понимаем особенности 131-го федерального закона о самостоятельности муниципальных органов, но учитывая то, что это опять-таки сложность работы, реализации в принципе деятельности, здесь, конечно, вопрос возникает. И я думаю, что в перспективе какое-то решение здесь будет найдено и принято, и изменения будут внесены. Ну, коллеги, вот, наверное, в общем, таким образом. Плюс ко всему я еще отмечу, что у нас, то, что я в самом начале говорил, да, про те особенности финконтроля, которые у нас предусмотрены 99-й статьей, у нас появились достаточно, опять-таки, глобальные изменения в бюджетное законодательство, в бюджетный кодекс. И с 1 января 2020 года у нас теперь уже появится основание юридическое. Контроль в сфере закупок будет являться одним из видов бюджетного контроля, контроля в финансово-бюджетной сфере. Почему это важно? С точки зрения реализации, опять-таки, наших деятельностей, наших полномочий. В части КоАПа, да, то, что важно для заказчика, по некоторым составам мы предусмотрели, что первым видом ответственности будет не штраф, а предупреждение, что у нас бюджетный кодекс позволяет сделать. И такую возможность реализации предусматривает.
Поэтому штраф теперь будет заказчик платить не всегда. Если это первый раз, то вы будете получать предупреждение. То есть это еще такое вот одно из направлений и видения, в принципе. То есть никто здесь не настроен на то, что заказчик должен там постоянно платить штрафы, нарушая законодательство. Здесь подход, наоборот, достаточно такой смягчающий именно меры ответственности, предусмотренные КоАПом. Поэтому это все заработает с 1 января 2020 года. У нас появится опять-таки единый, я думаю, что тоже для вас потом будет это важно, с этим нужно будет ознакомиться, единый федеральный стандарт осуществления финансового контроля. Это уже более позднее перспективы, это к июлю 2020 года. Но то, что финконтроль, то, что закупки, все-таки вот те особенности, которые были, оно все-таки вливается уже в единое законодательство. И то, что мы всегда говорили, что 44-й основывается на гражданском, на бюджетном кодексе, но зачастую противоречил им обоим, то теперь, по крайней мере, в части финансового контроля у нас теперь и нарушения будут бюджетные в этой сфере, и объекты контроля будут тоже предусмотрены бюджетным кодексом. Поэтому здесь вот некое единство и единение с бюджетным законодательством у нас все больше и больше будет уже приводиться. И опять-таки вот та работа, которая ведется в том числе по изменению 44-го федерального закона, то, что Минфин сейчас реализовывает и пишет опять-таки большой пакет поправок, там помимо тех точечных, опять-таки, урегулирования каких-то пробелов, которые у нас сохраняются, глобальное изменение в части опять процедур, осуществления закупок, я думаю, что вам тоже вчера озвучивали, достаточно открытая информация, уже про нее говорят, мне кажется, с момента, как только 71-й федеральный закон был принят, начали говорить о том, что мы готовим опять большой пакет поправок, и я думаю, что в следующую весеннюю сессию это будет уже реализовано. То есть мы уходим от того безмерного количества способов, которые у нас сейчас есть, которые неэффективны, которые не работают в принципе. Если раньше заказчик, еще когда только 44-й вступил в силу в 2014 году, я прекрасно помню, когда звонили заказчики и говорили, что мы начали запрос предложения, как нам его закончить. Но на самом деле была такая проблема, у нас просто процедура была до конца в законе не прописана. Поэтому, да, это было вот на самом деле смешно и забавно, потому что и функционал ЕИСа не предусматривал это все. Но на самом деле много было разных там вопросов, как только закон вступил в силу, был в принципе принят и начиналась эта его реализация. Поэтому сейчас уже опыта достаточно много, практики также, скажем так, фактуры, да, над которой можно поработать, поэтому вопросы нормирования, вопросы импортозамещения, ну вот с планированием наконец-таки справились, поэтому я думаю, что в перспективе вот все то, что уже на поверхности, оно будет реализовано. Вопрос опять-таки, как скоро и как это быстро это произойдет, и насколько это опять-таки для заказчика будет неожиданно, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, работа ведется активная. Я не знаю, опять сколько листов уже новый пакет поправок содержит, но у меня такое ощущение, что это опять будет какой-то вот такой комплекс закон в закон, потому что помимо того, что это меняется смысл, да, и содержательно, то есть все редакционные изменения, которые необходимо будет внести постатейно во все эти 115 статей, это, конечно, вопрос просто юртехники, вопрос редакционный, здесь свои особенности есть. Я заканчиваю или у меня еще есть время? Я как раз 40 минут. Анна Владимировна, да, у нас время, к сожалению, ограничено. Если, коллеги, вопросы... Вопросы после, да, пожалуйста, будьте добры. У нас администраторы, вот можно микрофон тогда подать. Здесь есть, ага, хорошо. Уважаемая Анна Владимировна, спасибо, что приехали. Рада видеть вас. Мы знаем, что вы в Минфине работали ранее, да? У меня, скорее всего, значит, не вопрос, наверное, а такая дискуссия небольшая, да? Что, в принципе, 44-й закон изменяет в последнее время со скоростью такой стремительной, что
избавляется от очень многих ненужных положений. Вот, значит, у меня просто вопрос в виде того, что есть принципы, которые не работают. Принцип реализации инноваций, принцип практически реализации профессионализма тоже практически не работает, да? Значит, почему? Ну, по профессионализму я бы так не сказала. У нас со следующего... Нет, Значит, у нас со следующего вопрос. года Дело в том, что... заработает профессионализм. Я думаю, что заказчики с этим столкнутся. Знаете, таким образом, что можно с созданием структурного и без создания структурного. Можно это, значит, штатную единицу как бы предусмотреть, а можно как хобби возложение на... Ну, наделение такими, да, соответственно. Татьяна Вячеславовна, я вам предлагаю, давайте все-таки в рамках круглого вопрос, стола в этой часов, части что-то... По принципам? Ну, я думаю, что пока вот принципы, ну, цели, вот начали с цели, поняли, что наконец-таки, что не соответствует деятельности ни одного заказчика, которые там были прописаны. До принципов пока не добрались, потому что, ну, это такое формальная необходимая составляющая там любого закона, да, большого, который формирует какую-либо систему. А принцип профессионализма, на самом деле, вот мне кажется, что там будет сегодня или вчера было выступление, я читала по программе, будет, да, еще? Было уже. У нас со следующего года как раз-таки профстандарты заработают. И вот у меня, например, в этой части, если раньше вы получали бумажку 108 часов, и заказчик уже мог эту свою деятельность осуществлять, то сейчас это будет профпереподготовка. И вот там-то начнут все активно переподготавливаться. И это требование, ну, уже более серьезное. И как дальше у нас все это будет, ТПП заработает в рамках вот этой всей деятельности по профстандартам, которые они постоянно там пытаются доработать, придумать, аттестацию, это, как там правильно их называется, все. Так что с профессионализмом-то это будет, оно сохранится. Это тема-то такая. И второй вопрос по поводу вот двоякости. Да? Вот сказали, что нет претензионной работы. Да? Соответственно, проблема в том, что у заказчиков нет юристов профессиональных, которые есть у заказчиков. Ну, коллеги, у нас зачастую один человек в организациях небольших, в принципе, он совмещает. Юриста, да. Поэтому это будет проблема вот, всегда возникать. Да? И еще третий, значит, вопрос коротенько. Да, можно тоже, вот лирическое отступление, была на той неделе в субъекте, в другом, и мне заказчик говорит, нам, говорит, монополист, мусорщик, написал официальное письмо, что мы вам не можем. Ой, что же они там не могли сделать-то? Потому что нет людей в штате. То есть вот то, что вы говорите, один человек, ну это вот, ну, как бы, на злобу дня. Но в любом случае обязанности не снимают, обязательств. Так что здесь... И вот это вопрос, в части... Да, давайте, третий вопрос еще в части дальше планирования. Планирование – шикарный документ, 14 всего столбцов, да? Но, значит, возникает вопрос в части мониторинга осуществления. Значит, при только не говорите про нас проекты. Раскладку заказчиков. Теперь, значит, с нас как бы требует мониторинг в конце, в конечном, по итогам закупок, да, и получается, что у нас как бы отсутствуют рычаги для реализации мониторинга. Ну нет, они у вас в любом случае будут, потому что если вы говорите про те агрегированные, да, строки, которые заказчик будет иметь право вносить, то в любом случае при размещении извещений в ЕИСе у вас уже должна эта ИКЗ и строчка появиться. И это вы будете видеть. Другое дело, что у нас проблематика сейчас больше идет в части реализации нацпроектов. То, что с вас также требует, я думаю, и Минфин, и ФАС сейчас там, и мы направили письмо своим управлением, потому что поняли, что вроде как вот с федерального бюджета ушли, дошли до субъекта, а дальше не видно. КБК никто не прописывает, но это в части бюджеток и автономок. То есть вот здесь проблематика на самом деле большая, но здесь вопрос только указания КБК. То, что сейчас Минфин экстренно решает, внося изменения в соответствующие приказы свои. Поэтому в этой части... Ну, здесь опять-таки, видите, у нас же еще и часть 5, мы надеемся, как бы уверены в том, что она уже там практически доработана, с апреля она заработает в автомате уже. То есть это и по ИКЗ, и по доведенным лимитам. А вам в части мониторинга, ну, я не знаю, с чем вы там можете так, что мы столкнуться. видели планирование заказчиков, ну, да. Исходя из этого отталкивались и выводы какие-то соответствующие по итогам закупок делали. То есть было с чем сравнить.
теперь как бы этот, как сказать, Так у вас, по большому счету, также будет документ, в котором... Постфактум только будет, потому что из этого планирования мы ничего не видим, по большому счету. Да увидите, да нет, ну увидите. Здесь я думаю, что не постфактум уже нет. Уважаемые обсудим коллеги, с еще вами, есть давайте, вопросы, но я думаю, да? что... Вопросы есть? Нет? Не должно. Анна Владимировна, спасибо большое. Да, спасибо Да, вам. за содержательный материал, интересный обмен, конечно, опытом. Сейчас предоставим слово Сухановой Ирине Александровне. Тема «Эффективные способы превентивной защиты от профессиональных жалобщиков». Очень интересная тема. Уважаемые коллеги, добрый день. Такой узкий вопрос в системе контроля. В общем-то, при обжаловании закупок мы постоянно сталкиваемся с контрольным мероприятием, внеплановой проверкой. А еще очень часто бывает так, что жалобу на нас пишет не реальный, не настоящий участник закупки, а профессиональный жалобщик, так называемый. Да? Но вот эти профессиональные жалобщики, вот кто они на самом деле? Бич закупок или санитары леса, потому что благодаря им также выявляются ошибки, и мы учимся делать лучше и лучше наши документы о закупках. Мы поговорим о том, как, в общем-то, попытаться, да, составить нашу документацию о закупке и провести нашу закупку так, чтобы нивелировать этот риск, максимально его уменьшить, профессионального обжалования закупок. Начнем с короткого анализа. Так, сейчас у меня задача уложиться в регламент. Кто такие профессиональные жалобщики, почему они появились, почему такая возможность вообще существует, лицу которого нет интереса в закупке, да, воспользоваться возможностью, правом обжаловать закупку. Но это все обусловлено тем, что у нас участник закупки любое лицо, юридическое, физическое, ИП, любой организационной правовой формы, понятно, юридическое, кроме офшоров. А жалобу может подать на документацию до даты окончания подачи заявок как раз любой участник закупки. Общественный контроль убрали из перечня лиц, имеющих право обжаловать закупки. Таким образом, мы анализировали этот вопрос, на самом деле уже очень давно начали его анализировать. С 2006 года проводили там анализ по определенным годам, писали статьи, исследования, делали этот тренинг из стадии у нас с группой на обучении на 1,5 часа, но у нас с вами времени 15 минут осталось. Из практики видно, что профессиональные жалобщики условно делятся на две группы. Одна очень узкая группа, когда настоящий участник закупки сам жаловаться не хочет, он хочет оставаться красивым, белым и пушистым, он просит некую консалтинговую фирму, юридическую, иного лица, в общем, друга, пожалуйся вместо меня. Да? По сути, они сильно диспропорцию в статистику не вносят, потому что, наверное, реальные, да, какие-то интересы затронуты. А вторая многочисленная группа – это вот эти некие фирмы-однодневки, неизвестные в неизвестном селе, неизвестного района зарегистрированные, находящиеся, которые жалуются на все подряд в сфере закупок. Их очень много, это первопроходцы, которые там в 2015-2016 году у нас появились, теперь их уже не стало, их заменили новые. Из последних, например, из последних пару месяцев анализа жалоб, в том числе по вашему теруправлению, мы видим, встречались кто-нибудь, знакомые товарищи? Бывают, да, регулярно, постоянно. А что еще их характеризует? Они выбирают предметом обжалования, такие лакомые кусочки. Очень часто стройка, да, тут некое логическое продолжение нашей секции вчерашней по строительным работам. Очень часто это строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущие крупные ремонты, ремонты содержания дорог с ценой там, от 10 миллионов, поменьше бывает выше, да, около этой цены и выше. И, естественно, способ закупки основной обжалуемый аукцион. Реже мы встречаем в конкурсах, еще реже что-то такое есть в 223 законе, но тут лично наше мнение каково. Аукцион уже все выучили наизусть, его проще профессиональному жалобщику проанализировать, выявить ошибки, по шаблону составить жалобу, а чтобы это сделать по конкурсу с ограниченным участием электронному, еще не дай бог по 223-му, это надо приложить усилий больше. Да? Поэтому чем сложнее закупка, тем меньше риск профессионального ее обжалования, получается так. Последние дни срока подачи заявок обычно такие жалобы приходят. Для чего? Специально, чтобы у вас не было возможности внести изменения в документацию о закупке, потому что такая возможность у нас остается за 2 дня до даты окончания подачи заявок в аукционе. Могло бы быть так, если мы заранее увидели эту ошибку, время есть, поменяли, исправились, тут уже такой возможности мы лишаемся.
Самих заявителей что еще характеризует? Они практически никогда не подают заявки, не участвуют в закупках. Можете сделать такой эксперимент. Пришла к вам очередная вот эта профжалоба. Сравниваем реестр жалоб, сколько товарищ жаловался, сравниваем реестр контрактов, сколько он по контрактам выходил исполнителям. Обычно тут сать количество жалоб поданных, а тут 0. Ну, бывает чуть-чуть, да. Мы по одному так смотрели, у него жалоб там десятки, а в реестре контрактов 1 контракт. Он исполнял, правда, честно, на поставку туалетной бумаги заказчику. Ну, это не шутка, вот реальный, да, ну, такой вот мы смотрели вариант. Бывает даже, что они вообще в ЕРУЗе не зарегистрированы, на площадках не аккредитованы. А зачем? Они не участвуют в закупках, их цель только жаловаться. Ну, и не просто так, а, конечно, ради определенного дохода, да, потому что кто-то там просит их отозвать жалобу они отзывают, расценки, ну, условно, от 50 тысяч рублей, да, у них, и дальше выше, в зависимости от объекта закупки. Очень часто они, конечно же, да не то, что очень часто, а практически никогда не являются там членами саморегулируемых организаций, если речь о стройке идет, у них нет лицензий, мы их не находим, хотя появились и другие товарищи, вот у нас в регионе есть такие, они вроде и строят, и все хорошо, но еще параллельно иногда просто обжалованием, да, занимаются такие со всех сторон, они вот члены СРО, есть такие фирмы, ну и они довольно часто на обжаловании-то и не присутствуют, я бы даже сказала, мы никогда в своей практике не встречали, чтобы они присутствовали, и это, в общем-то, на руку заказчику, да, потому что если контрагент отсутствует, а вы присутствуете, готовы давать пояснения, отстаивать свою позицию, ну, перевес весов идет в любом случае в вашу пользу. И более того, даже в решениях по жалобам еще с 2017 года Центральный аппарат ФАС отображает вот этот факт. Мы видим, вместе с тем заявитель на заседание комиссии не явился, документов, сведений, подтверждающих доводы жалобы, не представил, так как мы помним с вами, согласно 105-106 статье закона, у нас бремя, да, доказывания вот, ошибки, неточности в закупке, оно лежит на заявителе, на жалобщике. И очень часто у них вот эта сторона вопроса страдает. Часто место регистрации у них какие-то там помещения, квартиры, комнаты, да, потому что это, если это, ну, некий офис, очень часто бывает так, что они там не находятся, и условно получается, что при подаче жалобы они недостоверные сведения представили. Ну, и наш иркутский ФАС даже умудрялся там вот по перспективе в 2017 году такие жалобы потом не принимать в связи с тем, что там недостоверные сведения, а в квартире находиться он не обязан, да, постоянно, условно есть такой момент. Но одна из первых таких интересных была попыток противодействия им, известное многим решение Калининградского ФАС, когда они сказали, что они фактически, вот эти профессиональные жалобщики, да, контрольный орган обратил внимание, условно не являются участником закупки потенциальным строительной, потому что по вот этой специальной правоспособности они не соответствуют требованиям документации закупки, у них нет членства в СРО, да, и в связи с этим вот жалобу как бы ну, признавали, да, необоснованной, пытались возвращать заявителям, но дальше практика пошла какая? Жалобы стали эти принимать активно контрольные органы, и на благодатной почве, тогда у нас еще особенно по стройкам какая была история, расписывали простыни ведомостей материалов, применяемых при выполнении работ, инструкции, ребусы, как называет их наш руководитель Иркутского ФАС, участники отклонялись в огромном количестве, да, на Западе вот эта форма 2 называется, по форме 2, и, естественно, по этим моментам жалобы активно подавались контрольные органы. Но, тем не менее, контрольные органы тоже очень часто, признавая жалобы необоснованной, обращали внимание на то, что заявитель, в общем-то, не соответствует требованиям документации о закупке. Эта тенденция есть и вот в последних свежих решениях вашего контрольного органа. Ну, ряд жалоб поступил на закупку. Например, были претензии о том, что доп. Требования прописаны некорректно, ведь у нас сейчас деление идет по объектам капстроительства, а на линейные и нелинейные, якобы у заказчика там линейные требования как к нелинейному. Нет этих доп. Требований в плане графики закупок, ну, так как они у нас еще до конца года по старым правилам планирования указывается. Аванс должен быть пропорционально разбит на этапам, он якобы не разбит, некорректно указаны штрафы и прочие такие моменты. Но в данном случае жалобы по ряд жалоб вот этих были признаны необоснованными в связи с тем, что заявители не являются членами СРО. Выделен последний пункт, некорректно указаны штрафы, потому что аналогичную жалобу из последних свеженьких вашего контрольного органа мы увидели следующую.
Вот я, кстати, часто замечала такую неточность в контрактах заказчиков, когда мы экспертируем, проводим экспертизу контрактов, проектов контрактов перед размещением. Если вы помните, штраф, как прописан в постановлении правительства 1042, штраф на поставщика, подрядчика, исполнителя идет от цены контракта либо этапа, если есть этапы. А в стройке реконструкции у нас обязанность поэтапно, да, оплачивать. Стало быть, у нас будет штраф идти не от цены контракта, а от этапа. А заказчики очень часто забывают вот этот момент. И смотрите, если видно, да, у заказчика вот написано такой-то процент от цены контракта, а не этапа. А у него этапы выделены. От цены контракта? Ну, вот Анна Владимировна подсказывает, позиция Минфина все-таки от цены контракта. Да, если прокомментируйте. Можно, я буквально 2 минуты. У нас было как раз-таки на практике, столкнулись с этим в своей контрольной деятельности и сами запросили позицию Минфина буквально там неделю-две назад. И нам поступил, да, ответ, что цена, процент от цены контракта. При этом, если у вас первый этап, там закупка 30 миллионов, первый этап миллион, там заказчик его не исполнил, получается считать от 30. В этой части тоже, вот уже в этих изменениях там будет прописана конкретизация, что все-таки от этапа считать. Это официальная позиция Минфина, да, от цены контракта. Поэтому, ну, сейчас, по крайней мере, А можно тогда попросить вас нам это письмо отправить в рамках этой конференции, чтобы все слушали? Но, тем не менее, в этом конкретном случае жалоба как раз была признана обоснованной. Ну, то есть контрольный орган посчитал от этапа. Но это было раньше, чуть-чуть, чем вот предыдущий пример, немножечко раньше на 10 дней. Ну и вывод первый по профессиональному обжалованию. Как бы вот иногда заказчики говорят, особенно первый раз столкнувшись с профессиональными жалобщиками, может быть, мы скажем контрольному органу, обратим внимание, что это профжалобщик, что у него нет членства в СРО, что нет лицензии. Ну, в общем-то, здесь, наверное, и нет смысла как-то тратить силы на доказывание этой ситуации, потому что контрольные органы знают это лучше вас всех их наизусть, да, и прекрасно понимают эту ситуацию. А сейчас у нас вот мы обсуждаем с вами изменения закона, очень много чего поменялось. Глобально, да, у нас так пестрит закон поправками, новые изменения грядут, и это такая благодатная почва для профессиональных жалобщиков стала, да, потому что заказчик не успел освоить эти изменения, что-то там вступило с 1 мая, что-то с 12, что-то с 1 июля, что-то с 31 июля, что-то с 1 октября, и вот тут несложно запутаться, мы сами для себя специально делаем закон разноцветный, что когда вступает в силу, и такая настольная книга. У меня 2 монитора на работе, на одном мониторе закон открыли, на другом мониторе документацию делаем, что иначе вот, ну, не доверяешь сам себе на самом деле. Я вот эти законы вам тоже оставила, если будет удобно, пользуйтесь. В 2 вариантах, цветной и черно-белый. Ну, так вот, изменения закона, они такая благодатная почва для профессиональных жалобщиков. Если честно, когда у нас в стройке появилось только согласие, мы полагали, что ситуация утихнет сама собой, потому что, ну, не будем душой кривить, есть тот, кому выгодно заплатить им, да, за отзыв жалобы. А тут как бы все дают одно согласие, все допускаются. Но тем не менее это не так. Продолжились эти жалобы, и вот, например, изменились правила, ну, немножечко, да, у нас поправились по неустойкам. Из постановления 1042 условия о неустойках ушло, там остались только штрафы, и вот таких жалоб очень много со стороны профжалобщиков мы встретили. Они говорят так, смотрите, из постановления условия о пенях ушло, а вы его пишете, а в постановлении его нет. Что должен ответить заказчик? Кейс. В законе есть, да, то есть пеню по закону, штраф по постановлению правительства, ну, зато напугаться можно, ой, на нас подана жалоба. Естественно, все такие жалобы не обоснованы, но они массово пишутся, и вот уже больше, чем там, ну, когда это изменение у нас произошло с августа, да, вот постоянно, регулярно встречаем. Второй случай, лишь бы напугать, появились такие случаи. Вот у заказчика практически все идеально, и казалось бы, я все идеально выполнил, я посмотрел вашу презентацию, я посмотрел, поучаствовал вот в этом тренинге, все отлично, все сделано, все равно риски обжалования есть, потому что вот бывает так, что просто для того, чтобы напугать. И почему-то очень часто здесь постановление правительства 1466 фигурирует. То есть мы просим привлечь к исполнению СМП СОНКа, генерального исполнителя, применяем типовые условия контракта из постановления 1466, а они жалуются, якобы мы их некорректно прописали, что-то упустили, что-то не дописали. И, если честно, так сидишь и сверяешь, вроде как у меня все написано,
почему не, ну, это вот чтобы напугать, да, или чтобы инициировать неплановую проверку, видимо. Вот такие вот моменты. Ну, что здесь заказчик отвечает обычно? У нас все хорошо, у нас все есть. И вот тут в этой части, да, наверное, это бич закупок и для заказчиков, и для добросовестных участников закупок, и для контрольных органов дополнительная нагрузка, да, 50% по оценке ФАС России таких жалоб профессиональных, они вот такие пустые, да. Это же время и силы контрольных органов в том числе отвлекаются от их основной работы, которая могла бы быть потрачена, ну, на благие цели, да, на настоящих участников закупки, на защиту их интересов. Конечно, все жалобы такие необоснованные. Техзадания – это всегда больной вопрос, больная ситуация. И по описанию объекта закупки у нас 33 статья закона, коротко, 3 основных правила. Правило номер 1, если товарный знак или эквивалент, исключения есть. Правило номер 2, ГОСТы, правило ГОСТ, система стандартизации, этих условий ГОСТы соблюдаем, если отклоняемся от ГОСТа, обосновываем. Правило номер 3, называемого правила ФАС. Изложено у нас в письме, известно многим, и это письмо прям в жалобах, почти в каждой профессиональной жалобе фигурирует. Если у нас более-менее подробно расписано описание объекта закупки, приводится. Очень активно много таких жалоб было как раз до 1 июля по строительным аукционам, потому что ну, вот эти ведомости, да, материалов активно формировались. По инструкциям очень сложным, вот, всякого подобного рода вариантам. Ну и еще неотъемлемая часть описания объекта закупки – это у нас проектная документация. И теперь у нас есть норма по стройке, что проектная документация, утвержденная заказчиком, должна быть размещена в ЕИС, обязательно с документацией закупки. Напомню вам, утверждена она вами может быть только после прохождения экспертизы, если она требуется, да? Поэтому будьте здесь очень аккуратны. И в части, вот жалоб таких тоже много бывает. Якобы мы неполную проектную документацию выложили. Ну, кстати, требование это выкладывать проектную документацию всегда было, да, и жалобы по-разному решаются. Где-то, да, подтверждается, где-то все в полном объеме, где-то иные варианты. Но вот иногда такого рода профессиональные жалобы бывают. Прям, ну, если честно, наверное, они должны раздражать контрольный орган, потому что мы считаем, что в документации у вас все не полностью выложено, да. Возьмите, проверьте, потратьте время. Ну, как-то вот несерьезно. Ну, если заказчик, опять же, здесь напугать заказчика, заказчик говорит, все, у меня полный комплект, сверяем по содержанию, все документы есть. Все время потратили, да, никакого результата. Тем не менее, продолжаются жалобы по характеристикам описания объекта закупки. Вот смотрите, тоже одна из свежих жалоб по республике вашей. Объект ремонт трубы, вроде как не капремонт, поэтому заказчик расписывает ведомость, приводит инструкцию и спрашивает характеристики материалов в первой части заявки. Описание объекта закупки, в принципе, присутствует указание на результаты испытаний, компонентный состав материалов, вот кусочки, да, но тем не менее, довольно мягко контрольный орган здесь решает эту жалобу, потому что в инструкции не требуется указывать конкретику, прям вплоть до конкретной цифры. Наш иркутский ФАС тоже иногда так мягко решает подобного рода жалобы, но имейте в виду, если у вас закупка по подведомственности идет центральный аппарат ФАС, вот одно упоминание до таких моментов, ну, предписание будет, ну, как минимум не учитывать при рассмотрении заявок, чтобы закупка не пострадала, да, но тем не менее. Ну и на самом деле... Вот в презентации, она тоже у вас остается, посмотрите выводы, которые мы годами собирали, да, что учесть в документации, чтобы не получить профессиональное обжалование закупок. При формировании тех заданий учитываем всю практику, ГОСТы, эквиваленты расписываем, максимально заполняем поля извещения в структурированном виде. Заказчик как-то ленится, иногда пишет там обеспечение заявки, надо расписать порядок, его не просто написать там обеспечение заявки. Потом, при подсчете сроков нормы ГК считаем как бы со следующего дня, последний день полностью должен закончиться, потому что не посчитали неправильно, на вас пожалуются. У нас один заказчик пытался часами считать в сутках, что у меня по 24 часа 7 дней есть, но так не получается. Разъяснение тщательно по срокам, по содержанию требования закона. Ну, постройки все-таки аккуратно с технологическим оборудованием, не связанным вот так намертво со строящимся объектом, укрупнение лотов. Требования, конечно, к участникам закупки трепетно относитесь. И заключительные слайды, это в ускоренном режиме. А что делать, как бороться с профжалобщиками? Все вы слышали наверняка варианты вводить пошлину за подачу жалобы, да? Она широко обсуждалась. Сейчас одно из новинок, предложений, как бы, ну, может быть, антимонопольной службы, скажем так, через механизм универсальной квалификации. То есть, ну,
по аналогии, как есть доп. Требования в стройке специальные, прилагается для всех объектов закупки, начиная там от цены, возможно, будет или от 10, или 20, может быть, Анна Владимировна нам подробнее, если что, потом прокомментирует. Спрашивать у участника опыт, ну, что он раньше участвовал в закупках, да, и стало быть, они же потом и жалобы смогут подавать. Ну, как комментирует ФАС России, если сработает вот этот вариант, хорошо, если нет, опять подумаем о пошлине. Но я бы хотела закончить вот так. Нет дыма без огня, поэтому на самом деле это почву для этих жалоб даем и мы, в том числе, и нам надо в данной ситуации следить в первую очередь за собой, стараться не нарушать законодательство при составлении документации закупки, не давать поводы для таких жалоб, потому что вариант борьбы с ними, он только превентивный при подготовке документации о закупке. Но я закончу, благодарю вас за внимание. Ирина Александровна, спасибо большое, да, прямо, скажем, такой алгоритм, да, действий, как, что нужно делать. В принципе, все это прописано, конечно же, в нашем законодательстве, но тем не менее акцентировать внимание нужно, да, и нужно, собственно говоря, акцентировать это постоянно, да, вот, собственно говоря, из своего опыта могу сказать. Вот, значит, пожалуйста, вопросы какие-то есть, либо если что-то, скажем, предполагает дискуссию, мы можем с вами все-таки это вынести на круглый стол, потому что тема обжалования, она, ну, такая, скажем, специфическая тема, где нужно, собственно говоря, действительно и иной раз и душу излить, да, вот. Вопросов тогда сейчас именно нет, да, по выступлению. Тогда предлагаю, значит, объявить перерыв на кофе-брейк. Коллеги, давайте с учетом, значит, сжатости у нас по регламенту 10 минут, хорошо? Потому что все накрыто, все готово, вас ждут, кофе-брейк. И сразу через 10 минут мы собираемся, продолжим. Буквально с этой же ноты у нас будет выступать спикером, является начальник отдела контроля закупок Якутского ФАС России Захарова Марина Анатольевна.
работу. Значит, у нас следующий спикер, как уже анонсировала, Захарова Марина Анатольевна, начальник отдела контроля закупок Якутского УФАС России. Тема – это практика Якутского УФАС России как уполномоченного органа в сфере контроля закупок. Так, добрый день, коллеги. Здравствуйте. Я начну, наверное, свое выступление с краткого обзора деятельности Якутского УФАС России. Ну и учитывая, что год еще не завершен, данные только у меня за 9 месяцев есть. Итак, вот за 9 месяцев 2019 года Управлением Федеральной антимонопольной службы исполнена 2571 функция в рамках контроля за исполнением законодательства о контрактной системе. В том числе рассмотрено 2358 жалоб на действия заказчиков, уполномоченных органов комиссии по осуществлению закупок. Проведено 23 плановых и внеплановых проверок заказчиков. Возбуждено 54 дела об административных правонарушениях и рассмотрено 136 обращений заказчиков о включении сведений об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей Российской Федерации. И так как я уже сказала, за 9 месяцев этого года рассмотрено 2358 жалоб. Это по сравнению с 2018 годом за аналогичный период. Объем жалоб вырос более чем в 2 раза. То есть в прошлом году за этот же период было рассмотрено 1084 жалобы. Вместе с тем отношение объема жалоб, признанных обоснованными и частично обоснованными, к общему количеству рассмотренных жалоб уменьшилось. Так, за 9 месяцев 2018 года из 1084 жалоб признанные были обоснованными 35%. В этом же году из 2358 жалоб признано обосновано только 25%. При этом объем жалоб, направленных на обжалование действий муниципальных заказчиков, признанных обоснованными и частично обоснованными, является стабильно высоким и составляет 64% общего количества объема обоснованных жалоб. При этом я хочу отметить, что вот 2358 жалоб в этом году рассмотрено за 9 месяцев. Из них больший объем, то есть 70%, это составляет жалобы от профессиональных жалобщиков, как вот предыдущий лектор уже сказал, проблема такая у нас есть, да. О нововведениях немножко тоже повторюсь, наверное. Как вы уже все знаете, в течение этого года в федеральный закон о контрактной системе внесены существенные изменения, в том числе в первом полугодии был принят серьезный пакет поправок, ставший первым шагом в сфере совершенствования госзаказа, упрощение системы планирования, исключение цикличности и избыточного дублирования процедур проведения закупок. Так, с 1 июля 2019 года у заказчиков появилась возможность заключения контракта со вторым участником в случае расторжения контракта с победителем торгов. У предпринимателей появилась возможность участия в электронных торгах в сфере строительства путем подачи только согласия. Сам аукцион начинается спустя всего через 4 часа после времени окончания подачи заявок вместо 2 дней, как это было ранее. Предусмотрена возможность осуществлять закупки по цене за единицу товара, работы, услуги. И в случае невозможности определить общий объем, эта мера направлена на упрощение закупочного процесса. Так, ну тут до меня уже, в принципе, уже очень достаточно подробно и интересно уже рассказали. Хотелось бы рассказать вам, что в настоящее время ФАС России готовится второй пакет поправок. Ожидается, что он будет содержать следующие предложения. Будет введено введение универсальной предквалификации на торгах. Допуск к торгам только после автоматической проверки наличия опыта участника закупки. Распространение согласия на иные работы по аналогии с закупками строительных работ. Сокращение времени проведения аукциона до 2 часов после окончания подачи заявок. Сокращение способов закупки, то есть запроса предложения уже не будет. Введение рейтинга добросовестных поставщиков с автоматическим его формированием через ЕИС. Переход на электронные документооборот в ЕИС при исполнении контракта и подаче жалобы в контрольный орган. То есть все будет автоматизировано.
Кроме этого, новости антимонопольного органа, это вот буквально недавно, то есть 18 ноября 2019 года для заказчиков и поставщиков с Дальнего Востока доступна возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб участников госзакупок и госкомпаний с начальной максимальной ценой свыше 1 миллиарда рублей. То есть жалобы, рассмотрение которых подведомственны только ФАС России, теперь могут рассматриваться путем применения ВКС, и заказчикам и предпринимателям нет необходимости летать на рассмотрение жалоб по существу в город Москву. Чтобы подать ходатайство на рассмотрение жалобы путем ВКС, применение ВКС, необходимо зайти на сайт ФАС России и в меню «Контроль закупок» нажать кнопку «Подача ходатайства». То есть это уже все уже доступно, уже работает. И буквально вот на этой неделе уже была рассмотрена дистанционно одна жалоба у нас в Якутском УФАС. Далее о наиболее распространенных нарушениях при проведении закупок в соответствии с законом о контрактной системе, выявленных в рамках рассмотрения жалоб Якутскому ФАС России в 2019 году. Наиболее часто встречаются нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе описания объекта закупки. А именно заказчики в описании объекта закупки устанавливают или допускают технические ошибки в показателях закупаемых товара, работы, услуги, которые при формировании предложений участниками не соответствуют инструкции по заполнению заявки или вводят в заблуждение участников, вследствие чего такое основанием является отклонением заявки. Например, была проведена закупка и рассмотрена жалоба, предметом которого являлась поставка канцелярских товаров и принадлежностей. При рассмотрении жалобы по существу было установлено, что заказчикам определены следующие значения к массе и веса клея канцелярского. Эта масса максимальная должна быть меньше 20 грамм, и масса минимальная больше 35 грамм. В рассматриваемом случае при формировании заявок участниками в указании данных параметров не представляется возможным определить соответствующее значение массы клея, что в свою очередь вводит в заблуждение участников закупки. Так комиссией было установлено, что на основании соответствия этому показателю было отклонено 3 заявки из 4. Также была рассмотрена жалоба на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по установке металлических барьерных ограждений на автомобильной дороге. В описании объекта закупки характеристики товара заказчикам установлены требования в показателях через точка запятой и в столбце под наименованием значения на выбор. Однако в инструкции по заполнению заявки не было предусмотрено, что требуется указать участнику в столбце назначения на выбор, если значения разделены знаком точка с запятой. Так, по мнению уполномоченного учреждения, данный показатель являлся неизменяемым. Вот это вот как бы получается техническая ошибка или разночтение, получается, описание объекта закупки с инструкцией по заполнению заявки явилось основанием для отклонения заявки. Второе, наиболее часто встречающее нарушение, это статья 34 Закона о контрактной системе. Заказчики в проектах контракта устанавливают условия, противоречащие указанной статье. Например, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком, подрядчиком, исполнителя обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, в том числе гарантийного обязательства, устанавливается заказчиком как процент цены контракта. Однако, если контрактом предусмотрены этапы исполнения, то не устанавливают как процент этапа исполнения. То есть этот случай уже рассказали до меня. Также устанавливают ненадлежащие сроки возврата заказчикам поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Не применяются типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденные приказом Минтранса России номер 37. Также в документации не устанавливают требования к участникам закупки в соответствии с постановлением 99 при проведении электронных аукционов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, цена контракта которых превышает 10 миллионов рублей. Четвертый у нас по рейтингу нарушений – это неверный выбор способ проведения закупки.
Например, предметом закупки являлось выполнение строительно-монтажных работ по объекту внутрипоселковой газовой сети. Вместе с тем, распоряжением правительства номер 471-Р о перечне товаров, работ, услуг в случаях осуществления закупок, в которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме, утвержден перечень. Данный перечень включает в себя ОКПД 242 сооружений и строительные работы в области гражданского строительства. Таким образом, данная закупка должна была быть проведена в форме электронного аукциона, между тем в данном случае проводился открытый конкурс. Ограничение конкуренции путем укрупнения лота или установления избыточных требований в описании объекта закупки. Так, Якутским МФАС была рассмотрена жалоба на действия заказчика при проведении аукциона на покупку 22 квартир в Ленске у застройщика в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 год. Комиссия установила, что заказчик установил избыточные требования в документации, в частности, требования к количеству квартир, площади каждой из них и к общей площади были сформулированы таким образом, что принять участие в аукционе могла только одна единственная компания АО 777, в связи с чем по предписанию антимонопольного органа аукцион был отменен. Далее. Не в полном объеме размещается проектно-сметная документация, что является нарушением статьи 64 Закона о контрактной системе. Неоднозначность, двусмысленность положения документации в части существенных условий, в частности, сроки выполнения работ, объема работ, место поставки товара, что ведет к выдаче антимонопольным органам предписания о внесении изменений в документацию. И последнее, наверное, будет, это до сих пор встречаются нарушения в части использования заказчиками показателей, которые становятся известными только после испытаний. Устанавливаются избыточные требования к описанию участниками закупок товаров в составе заявок. И поскольку закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар на момент подачи заявки, такие требования нарушают положение закона о контрактной системе. Все, наверное, у меня будет уже. Марина Анатольевна, благодарю за такой, скажем, широкий обзор практики. Коллеги, у нас есть вопросы к представителю контрольного органа? Я бы хотела пригласить, в середине декабря будет публичное обсуждение Якутского ФАС России, более подробно на сайте ФАС, Якутского ФАС, то есть будет опубликована эта информация, в принципе, более подробно с деятельностью нашего антимонопольного органа. Можете там ознакомиться и там тоже задать вопросы, можно будет прийти уже подготовленными, в принципе. Спасибо большое за приглашение. Марина Анатольевна, можно задать со своей стороны вопрос? Значит, на сегодняшний день, собственно говоря, выражено мнение контрольного органа, центрального аппарата в части того, что если в проектной документации имеется указание на товарный знак, что, собственно говоря, присутствует необходимость приведения, скажем, там в ином уже документе, параметров эквивалентности по определенному товару. В этой части как-то можете? В настоящем случае при меня встречаются, то есть были рассмотрены жалобы, где действительно в ПСД были указания на товарный знак или какие-то определенные, допустим, технику. Но в инструкциях или в техническом задании бывает у заказчиков, в основном стоит у заказчиков оговорка. В случае указания в ПСД на конкретный показатель товара или наименование, то участники могут в своем предложении предложить эквивалент. Хорошо, спасибо большое. Значит, вопросов у нас нет. Тогда благодарим вас за выступление. Спасибо. Приглашаем следующего спикера, Макаров Виталий Владимирович. На сегодняшний день у нас контроль представлен не только уполномоченным органом в сфере контроля, но еще и, собственно говоря, имеется общественный контроль. В рамках общественного контроля выступление Виталия Владимировича. Прошу. Добрый день, коллеги. Рад приветствовать вас прекрасным пятничным днем. Поговорим немножко про общественный контроль. Не будем так вдаваться в сухую статистику, выскажу просто свое мнение и свою практику, которая на данный момент имеется. Существует, скажем так,
проблема как сговора между поставщиками, так и сговора поставщиками и заказчиками. Если существуют разные, скажем так, не разные, точнее, существует методика выявления данных неправовых, скажем так, отношений, но вот разработаны и антимонопольной службой по картелям, да, и связи налоговой службы совместно со Следственным комитетом по выявлению аффилированности хозяйственных субъектов. На самом деле, да, существует очень во многих сферах такая проблема, когда поставщики делят между собой, скажем так, заказчиков либо определенные лоты заказчика, при этом заказчик по большому счету ничего с этим сделать не может объективно. Ну, по данной методике очень проблематично, скажем так, это доказать антимонопольной службе. То есть здесь существует проблема и очень это долгоиграющая история. Проще, когда, скажем так, уже происходит сговор с заказчиком, и в основном такие дела вот у нас в Пензенской области раскрываются, ну, скажем так, выявляются по поводу жалоб извне, скажем так, то есть извне данного сговора. То есть когда другой субъект предпринимательской деятельности, хозяйственный субъект обращается, ну, либо в ФАС, либо в Народный фронт, соответственно, начинаем проводить мероприятия по данному направлению, да, и выясняем взаимосвязь. Основное сейчас в последнее время у нас по дорогам это само по себе, то есть присутствует картельный сговор, уже ФАС выписывает наши пензенские многомиллионные штрафы данным хозяйственным субъектам. Из последних громких случаев был сговор между, там как бы даже двойной сговор получился, то есть как картельный сговор между участниками, так и одновременно заказчик подключился в эту схему по фото-видеофиксации правонарушений. Возможно, для Якутии это еще новая тема, но у нас как бы она отыграла. То есть ситуация заключалась даже в том, что было обращение хозяйствующего субъекта, который пытался поучаствовать в данных закупках, но либо техническое задание было прописано так, что всегда выходил один участник, либо еще были какие-либо моменты, ну, определенные. Соответственно, по результатам этого обращения началась работа, и выяснилось даже до смешного, что все, выигрывал, скажем так, один участник все время, но когда пришли к заказчику, скажем так, просто осмотреть вместе с антимонопольной службой, было выявлено то, что все участники картеля вместе с заказчиком находятся не то что в одном здании, хотя зарегистрированы на разных юридических адресах, но и на одном этаже. Соответственно, тут как бы уже часть вопросов отпала автоматически. То есть в основном заказчики, да, в этом идут, скажем так, осознанно на это, то есть по высокой какой-то технологичным моментам и прочее. То есть, соответственно, заказчики сейчас разделили это дело, антимонопольная служба по участникам довела до конца и выписала определенные санкции, да, по заказчику сейчас уголовное дело проводит доследственная проверка. Но здесь, как с одной стороны, проще расследовать, когда заказчик участвует, да, потому что заказчик, как правило, не может объяснить, почему он установил те или иные моменты в документации, да, то есть почему на запрос коммерческих предложений отвечают 3 участника как минимум, да, а участвует только 1. То есть, соответственно, здесь уже явные признаки. Другой момент, когда сговор между хозяйственными субъектами, вообще, мое мнение, что заказчик неосознанно даже допускает, ну, скажем так, интуитивно выбор в пользу одного из поставщиков даже уже на стадии обоснования начальной максимальной цены. Ведь все мы понимаем, что когда мы запрашиваем у минимум 5 потенциальных
участников коммерческого предложения, мы из ответов как-то подсознательно кого-то выбрали. Да, это никак не является правонарушением на данном этапе, да, но все же как-то осознанно есть. И, соответственно, техническое задание мы формируем немножко субъективно. То есть не будем здесь скрывать, на данном этапе ничего противозаконного нет. Но данные нарушения, как в дальнейшем, уже делятся на осознанные и неосознанные. Да, если неосознанные, то тут нет причинно-следственной связи. Если осознанно, то да, то здесь уже картели, сговоры и прочее. Поэтому сейчас мы, например, в Пензенской области по крупным закупкам проводим мониторинг, в том числе по нацпроектам здоровья и образования. ФАПы из последних у нас тем, это фельдшерские и акушерские пункты по нацпроекту здоровья. Проверяем их на соответствии и национальным проектам, и техническим заданиям. Есть, скажем так, заказчику вопросы определенные, но их в рабочем порядке попытаемся выяснить. Соответственно, желаю, скажем так, заказчикам более осознанно подходить к организации процесса закупки, не допускать сговоров и возможных ограничений конкуренции, потому что, да, это влияет как на бюджетный процесс, так и на общую экономику в стране. Чем больше участников по вашим закупкам, тем больше экономия. И, как ни странно, на качество товара, в принципе, это не влияет, если грамотно прописано техническое задание. То есть прописывайте техническое задание в соответствии с вашими требованиями, без каких-то там лишних моментов. Это вкратце практика по Пензенской области. Если есть вопросы какие-то, готов ответить. Да, уважаемые коллеги, есть вопросы по общественному контролю? Нас хоть и исключили, скажем так, из подателей жалобы, да, но СМИ хотя бы оставили для нас, да? 17-ю статью 135-го да. Пока никто не отменял, да, поэтому мы работаем все равно в полном объеме. Это первое, да. И второе, все-таки хотелось бы узнать, понятно, что это общероссийская, конечно же, у нас компания, да, но тем не менее, с коллегами с якутского отделения УНФ, как вы работаете? Есть ли у вас обмен практик? Потому что мы пригласили, собственно говоря, вчера председатель Лютый был на секции 4 по строительным закупкам, но сегодня его нет, поэтому, собственно говоря, вопрос задать не могу. Может быть, у вас есть какие-то сведения? У нас есть, скажем так, периодически проходят встречи со всех регионов, коллег УНФ, за честные закупки, да. С якутским представителем я лично не знаком, скажем так. Я надеюсь, что я с ним познакомлюсь еще, если есть время, да. Поэтому за регион, скажем так, ответить не смогу, но в любом случае я посмотрел практику. В принципе, здесь контролирующие органы не так зверствуют еще пока по отношению, допустим, к заказчику и к бизнесу, как в других, скажем так. То есть особо, может быть, либо нарушений таких глобальных нет, да, либо еще просто не дошли до этого момента. Поэтому невозможно однозначно сказать из открытой информации, скажем так. Не знаю подоплеки. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, Виталий Владимирович. У нас по программе обозначено выступление спикера. Это Караченский Павел Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью бюджетной технологии. Бюджетные финансовые технологии – это всем известная система АЦК, да, для наших заказчиков, муниципальных заказчиков городского округа город Якутск. Здесь, какой нюанс? Происходит сейчас встреча с руководством окружной администрации. Обещали через 3 минуты, но обещали через 3 минуты, это 5 минут назад. Да? Поэтому давайте тогда, собственно говоря, может быть, определенную работу проведем в части того, чтобы добиться главной цели, скажем, нашей практической конференции, это в первую очередь обмен опытом и обмен информацией, да, потому что все здесь, собственно говоря, практикующие участники контрактной системы, это и заказчики, это и поставщики, это и представители здесь, как мы видим, уже и контрольных органов. Поэтому просьба, если есть такое желание, да,
озвучить либо проблему, либо поставить какой-то вопрос, да, потому что часть определенных спикеров здесь имеется, да, представители не только нашего субъекта, я вижу здесь и Елена Федоровна, да, уже присутствует. Поэтому, если есть возможность, давайте ее используем и активно давайте поработаем, пока в отсутствии следующего спикера. У меня есть вопрос, он возник во второй половине текущего года по поводу заключения договоров по пункту 29 с энергоснабжающими организациями. Во второй половине этого года у них изменилось ценообразование, то есть стала плавающая цена. Цена, известно, становится только за текущий месяц, через месяц, грубо говоря. Каким образом мы должны заключать эти контракты и как мы их должны обосновывать? Объем и цену контракта. Анна Владимировна, извините, вас перебью. Да. Может быть, получится вам ответить на этот вопрос в части обоснования, значит, цены. Я прошу прощения, можно еще раз прослушала? И энергосервис, ты слышала слово 29? Энергоснабжение, да, на электричество. Во второй половине этого года у них изменилось ценообразование контракта, то есть плавающая цена. Каждый месяц она разная. Каким образом мы должны заключать эти контракты, как мы их будем обосновывать, объем и общую цену контракта? У нас в части монополистов, касаемо вот этих всех пунктов 93 статьи, части 1, появилось прекрасное, опять-таки, изменение в части возможности изменения любых существенных условий контракта. То есть в рамках заключенного даже контракта вы сможете, исходя из того, что у вас цена меняется, тариф меняется, объем, которых услуг вам там довели, обеспечили, осуществили и так далее. То есть вы эти изменения теперь сможете вносить спокойно. Это, опять-таки, вот та проблема, которая существовала у заказчиков, ежедневная контрактация, необходимость контрактации, когда у вас год заканчивался, контракт вы закрывали, на следующий год у вас то лимитов не было, и первые месяцы, соответственно, там некие простои с заключением контракта, с оплатой возникали. Поэтому сейчас, когда, опять-таки, много лет говорили о том, что с монополистами нужно особые, да, предусмотреть возможности, вот эти возможности теперь предусмотрены. То есть и в этой части, если у вас будет меняться, соответственно, цена там, единицы, вы соответствующие изменения сможете просто уже в действующий контракт внести. Также это возможность продления, то есть заканчивается год, вы продлеваете, вносите изменения, меняете срок контракта, да, исполнения, продлеваете его на следующий год, исходя из уже цены новой, да, и поэтому в этой части, конечно, процесс упростился. Это касаемо всех пунктов с монополистами закупок, которые заключаются. Это получается, ежемесячно мы должны делать доп. Соглашение и менять контракт. Получается, да, если у вас будет Но монополист меняться... на это не пойдет, я больше чем уверена. Это представляет из только бюджетных учреждений, казенных учреждений, автономных учреждений. Но которые... если у вас это в любом случае, если будет год, чтобы закрыть, тогда хотя бы тогда так делайте, уже в конце допник подписываете. У вас оплата, или у вас поэтапно идет оплата? Ну, там вообще три оплаты, там 2 аванса, окончательный расчет, там все очень сложно. И еще по поводу... у нас с монополистами дело такое, пойдут, не пойдут, когда они сами свои контракты предлагают вам, да, которые вы должны заключать, там зачастую несоответствующие. Но сложности в этой части есть. Но каким-то образом нужно как-то из этого выходить. Но, по крайней мере, возможность изменения у вас теперь существует. Допник подписать, я думаю, что сложность будет или нет. Но, по крайней мере, возможность такая есть. Еще... Можно? Вы закончили? Да. Еще по поводу этих же монополистов. Немножко, наверное, философский вопрос, да? Отчеты об исполнении контракта, не отчет, вернее, а публикация в реестре контрактов, исполнения контракта. У каждой информации есть какие-то пользователи, да, для которых эта информация вылаживается. Вот, мне кажется, большую часть серверов ЕИС занимают именно вот эта информация, ежемесячные, там, может быть, дважды в месяц, отчеты об исполнении вот этих контрактов, пункт 8 и пункт 29. Зачем она вообще нужна? Есть ли в ней смысл? Я понимаю контракты на работу, услуги, конкретные закупки, но по коммунальным услугам зачем они нужны? С вами, да. Вы знаете, у нас в части реестра контрактов какое-то движение тоже началось, последнее постановление, которое были тоже поправки, внесены изменения. Поэтому я думаю, что вот какая-то адекватность в этой части тоже наконец-таки наступит и будет достигнута.
Сейчас, конечно, внесены изменения в части расширения количества, да, той информации, которая должна заказчикам уже размещаться теперь в реестре контрактов, но это опять-таки требования по нацпроектам, по импортозамещению по стране происхождения и все прочее, там конкретизировали некоторые нормы. Поэтому в части монополистов, ну, наверное, да, я с вами соглашусь. То есть надеюсь, что в перспективе тоже, ну, как вы сказали, да, это риторический вопрос, можно, ну, к многим положениям 44-го отнести, но здесь да, здесь согласна. И про продукты питания, которые вот эти были глупые ежедневные поставки и размещение всех этих отчетов и формирование всей этих документаций, поэтому здесь да, здесь в части ИИСа, в части его наполнения, в части дублирования вопросы тоже пока еще остаются, сохраняются, но, по крайней мере, коллегами работа, в том числе в Минфине, активно ведется в этой части тоже. Еще Спасибо. можно, да, раз Еще я заняла вопрос, микрофон. да? По поводу планов графиков и планов закупок. Само слово «план», ну, то есть план – это то, что мы запланировали. Почему мы должны его менять по состоявшимся закупкам? Вот появилась экономия, мы должны вносить в план изменения. Ну, это, коллеги, исключительно в целях контроля бюджетного. Вы же понимаете, что здесь-то в части именно ЛБО все это. В части, да, то, что это планы, это только ваши планы, планируемые, грубо говоря, действия, которые вы планируете осуществить. Но учитывая, что у нас план закупок в том числе является документом, которым ваша деятельность контролируется в части доведенных лимитов и всех прочих сопутствующих вопросов, здесь вот таким образом ситуация складывается. Мне кажется, это можно было придумать какой-то другой механизм. Просто состоявшаяся закупка. Честно вам сказать, вопрос планирования думали, ну, года два, наверное, правда думали. Но учитывая, что у нас все-таки есть требования бюджетного законодательства, опять-таки необходимость трехлетнего планирования, да, откуда она и выходит, в части появляющейся экономии, которую заказчик потом, возможно, да, дальнейшее расходование этих средств, возвращение это опять на круг путем внесения изменений в план-график. Ну, сложная, да, система, но иного пока вот способа отслеживания тех доведенных лимитов, которые заказчику, соответственно, доводятся, отдавать это на откуп ГРБСу, возможно, да, там контролировать у одного, да, тогда вот кто эту раздачу этих денежных средств осуществляет. Но пока все на заказчика как бы перекладывается, и он за это ответственен, поэтому, ну, пока таким образом. Спасибо. Спасибо. Следующий у нас вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос вот по части 5 контроля, да. Опять же, по монополистам внесение информации контракта, то есть у них свои контракты, они монополисты. И как мы должны закрывать глаза, либо же все равно требовать заказчиков, чтобы они все-таки настаивали, хотя бы и КЗ прописывали, я не знаю, что-то вот. И по плану закупок, по лимитам, вот они эту экономию сразу быстро куда-то там переводят, да, вот передвижки начинаются, а план закупок не проходит, потому что в лимитах сумма одна, в плане закупок сумма другая, и вот тут тоже как контроль проводить. Такой вот у меня. Анна Владимировна, два вопроса. Это первое по размещению сведений, Да. Значит, сложность, да, по монополистам в части дачи сведений, да, я так понимаю. И второй вопрос, это у нас получается по тем сведениям по начальной максимальной, которые отражены, ну, скажем так, различно, да, как в ПЗ, так и в ПГ, да, у нас в плане закупок и в плане графики. В части лимитов конкретно меня Нет, интересует. это вопрос, скорее всего, по тем контрактам у монополистов, у которых проблема в городском городе Якутск всегда была, да? То есть все заказчики, которые заключают контракты с, естественно, монополистами, они, то есть по исполнению контрактов, то есть сами контракты вводятся только монополистами, да, предоставляется, то есть там все условия только тех со стороны исполнителя, а тех условий, которые со стороны заказчика согласно требований контрактной системы должно быть, например, указание, ну,
простой пример указания ИКЗ, потом описание предмета контракта. Вот этих вот условий совершенно в тех контрактах нет. По сути, как бы они не соответствуют требованиям нашего законодательства ФЗ-44. Эта проблема есть. Вот как перед контрольными органами избежать тех последствий, что контракт в принципе не соответствует. О том, чтобы заменить данный контракт на наши требования, монополисты, соответственно, не идут никакие уступки. Они говорят, вот наш контракт, который утвержден нашим там каким-то советом или чем-то и другое. Кто может ответить на этот вопрос? Возможно, Татьяна Геннадьевна? Я как бы с точки зрения контролера, вот я, допустим, контролирую информацию, и вот то есть мне закрывать на это глаза, потому что вообще контракт не соответствует, либо же, потому что если не пропускаешь, оплата, соответственно, не проходит. Вот как в этом случае быть? Коллеги, ну давайте я попытаюсь сформулировать как-то позиции. На самом деле в этом не могу сказать, что она какая-то четко сформулированная, сформированная существует. Но что касается монополистов, это уже на протяжении многих лет глаза на это закрывают. Я думаю, что в части именно контроля, на самом деле соблюдение всех тех требований 44-го, которые должны быть в условиях контракта предусмотрены, типовые контракты, которые предлагают, скажем так, да, монополисты, конечно, они этому всему не соответствуют, требования те не соблюдают. Поэтому здесь каким образом на это повлиять, но речь неоднократно уже шла о необходимости вообще, в принципе, выведения, скажем так, закупок у монополистов, либо в какие-то отдельные особенности, хотя у нас так уже в 44-м достаточно этих особенностей предусмотрено, этих закупок, да, особенностей осуществления именно таких закупок, но, по крайней мере, в части именно контроля я не могу сказать, что на практике это активно как-то вот имеет какую-то практику в этой части у контролеров. То есть здесь именно та форма, я, по крайней мере, не сталкивались мы с тем, чтобы были какие-то данные предписания контрольных органов на изменение условий таких контрактов. Поэтому здесь, к сожалению, наверное, здесь проблема-то в большей степени для заказчиков, да, соблюдать все эти требования, которые монополист выставляет. Учитывая, что он монополист, других вариантов у него нет, ему приходится для обеспечения, опять-таки, своей деятельности подписывать контракт в том виде, в котором ему предлагают. Поэтому с этой точки зрения здесь, к сожалению, пока приходится таким образом контрактоваться. И с точки зрения контролера, я думаю, что закрывать глаза. В части плана закупок до конца не поняла. То есть вы говорите о том, что не соответствует план закупок лимитам, да. Допустим, они же утверждают на год, потом осуществляют какие-то закупки, тут же оплачивают их и постоянно вносят изменения в план закупок. Новые какие-то и так далее позиции. Понятно, допустим, по старым, где уже оплачено, лимиты же уже, получается, не идут. Правильно же? То есть мы же смотрим не кассовый расход, а именно лимиты бюджетных обязательств на год. Вы смотрите, да, соотношение того доведенных лимитов и плана закупок, чтобы соответствовал общий объем. Да. Даже если в рамках какой-то контрактации, либо там появившейся экономии, у вас в любом случае должно быть все в пределах лимитов. То есть, получается, лимиты не должны меняться? Нет, почему? Лимиты тоже может быть до финансирования. Здесь, исходя из всей той бюджетного финансирования, всей той деятельности, которая есть у каждой организации. Здесь-то как? Поэтому у вас и часть 5 это про это и говорит. Или же тогда, получается, план закупок, они должны план закупок, да, как раз-таки внося изменения в план закупок, они его приводят в соответствие с тем объемом доведенных лимитов, конечно. Нет, можно я разъясню? Я понимаю вот эту проблему тоже. Значит, есть план закупок, есть план-график, выделенные лимиты, проходит закупка, например, на 1 миллион рублей. Закупка проходит, контрактация там на 850 тысяч, допустим. Значит, для того, чтобы потом по каким-либо другим, по другому объекту закупки нужно внести изменения в план закупок.
Значит, в плане закупок, в плане графики стоит 1 миллион. Дополнительно выделенные деньги или из экономии сделали там 150 тысяч, новую строку завели. Значит, тот, кто согласовывает в контрольном органе, в финансовом органе, смотрит, что 1 миллион плюс 150, получается 1 150 000. И отказывает в этом, заставляет переделывать заказчиков на ту сумму, которая должна быть у них по кассовому плану. То есть и заказчику приходится вот тот миллион, который был предусмотрен в плане закупок, в плане графики, уменьшать того совершенно, который делать нельзя, потому что план-график – это план, понимаете, план, и менять его после контрактации закупок совершенно нельзя. Вот это вот спрашивает из этих уст. Менять ли план закупок после ту строку, по которой прошла контрактация в соответствии с контрактом? Складывается именно таким образом, потому что, когда не хватает лимитов, департамент финансов наш настаивает на том, чтобы мы внесли изменения в план закупок, затем в план график, вывели то, о чем говорила сейчас Юлия Владимировна, нужную сумму законтрактованную, поставили галочку уточнения суммы контракта. И только после этого, когда освобождаются лимиты, допускается следующая закупка. Вносятся изменения, соответственно. Практика складывает. Хотя мы вот тоже сейчас говорим о том, что это план. Это не фактически совершенные действия. Их можно отслеживать действительно на ИИС, в реестре контрактов, как угодно. Есть функции мониторинга определенного. Причем здесь наш план закупок и план график, как будто это единственный документ. Вот в чем вопрос. Спасибо. Коллеги, да, а можно маленькую ремарку по первому вопросу по поводу контрактов с монополистами? Дело в том, что у нас в 34-й статье, в принципе, часть 15 предусматривает возможность заключения договоров, контрактов с единственными поставщиками, в том числе там, по пункту 1, 29, энергетика по 8, в соответствии с Гражданским кодексом. Поэтому то есть то, что в этих контрактах нам не позволяет монополист внести изменения, связанные с ответственностью, но постановление 1042 тоже предусмотрело теперь, что если другими нормативно-правовыми актами предусмотрена ответственность, она по-другому будет прописана в контракте, по законам об энергоснабжении, свои требования. Мне кажется, вот в рамках 34 статьи, части 15, изменение условий этих контрактов, отличие этих контрактов от 44-го лишаются все, может быть, не все, но большинство вопросов, связанных с тем, что по каким-то пунктам ответственности и так далее, они не соответствуют 44-му федеральному закону. То есть сам законодатель это предусмотрел, что в рамках гражданского кодекса, чтобы они соответствовали. Ну и плюс то, что мы уже говорили, что теперь они могут изменяться в соответствии с существенные условия. Поэтому мне кажется, что уже этот вопрос не так стоит остро, как он стоял раньше. Это то, что касается существенных условий. А просто форма контракта не соответствует. У нас форма контракта, по-моему, 44-м федеральным законом тоже особо. Если только это не типовые. Типовых у нас нет. Поэтому, мне кажется, здесь проблема уже не так остро. Но и КЗ, но опять же, нигде в 44-м не написано, каким образом и КЗ должно быть прописано в контракте. Поэтому это такое формальное требование, то есть просто этот контракт должен идентифицироваться с темой КЗ, который прописан, начиная с плана закупок, плана графика, то, что прописать и КЗ в своем экземпляре, мне кажется, это не такая большая проблема. Еще вопросы?
Уважаемые коллеги, вот как анонсировала, да, к нам подошли дополнительно спикеры с иных площадок, поэтому те вот заявленные спикеры по программе, большинство из них присутствуют сейчас в зале, у вас, участники, есть возможность задать вопросы, значит, дополнительно вне, значит, той программы, которая установлена по нашей 5-й секции, да, поэтому прошу активнее участвовать, и, собственно говоря, мы сейчас переходим к тому формату круглый стол, где, собственно говоря, дискуссии, вопросы-ответы, и вести круглый стол будет Светлана Декабрина Антонова. Можно я реплику как раз по поводу вот новости, что возможно рассмотрение жалобы с центральным аппаратом ФАС через ВКС с миллиарда, да? Я вот с нашей стороны, как участника закупки, может быть, коллеги, ну просто услышат теруправления ФАС и будут доносить руководству в центральные, там, коллеги с СУНФ, потому что для участника закупки важно еще иметь возможность таким образом присутствовать на рассмотрении жалобы и по закупкам с ценой меньше. Жалобы на площадку идут в центральный аппарат ФАС, и жалобы на площадку очень часто эта сумма ниже сильно, ниже, чем миллиард. Вот мы пролистали вчера, готовилась когда к докладу, 100 листов жалоб последних в центральный аппарат ФАС, из них большинство это жалобы, ну, на площадке в связи со сбоями техническими и так дальше. Если у нас, например, аукцион 120 тысяч рублей, по нему сбой какой-то по площадке или технический вопрос по площадке, нарушение, мы жалуемся в центральный аппарат ФАС, мы, естественно, не позволим себе поехать в Москву. Я поняла вопрос, и как раз-таки электронные площадки не смотрят пока дистанционно, пока только заказчики, комиссии, уполномоченные. Это в качестве пожеланий, может быть, эта ситуация дальше. Я думаю, с февраля вообще это пока действует только на Дальнем Востоке, только началось. И я думаю, с февраля должно уже дальше по регионам пойти. И, в принципе, я думаю, может быть, в следующем году уже, когда практика, сейчас же только начинаем, технические вопросы у нас еще какие-то стоят немного. Я думаю, все будет, в принципе. Спасибо. Потому что больше миллиарда можно себе позволить в Москву съездить, на самом деле. Да. Можно, да, вопрос тоже? Вопрос из практики. Скорее всего, даже, ну да, из практики. Ситуация в следующем. Я думаю, что ни один заказчик, наверное, сейчас говорили, как раз и Анна Владимировна говорила о том, что заказчики очень часто, ну, не то чтобы не хотят вести претензионную работу, да, а скорее это возникает масса проблем, вот как раз для заказчика в части ведения претензионной работы. Не всегда есть действительно какой-то грамотный юрист, который все читают подзаконы, и сам закон 44-й, который... И хотелось бы все-таки, вот, может быть, даже в рамках нашего округа, да, прописать некий алгоритм действий для наших заказчиков. Что, с чего начинать, как правильно делать, как правильно актировать. Вот в моей практике случилось так, что я просто, ну, какой-то момент забыла, да, я не включила поставщика, самого поставщика в акт осмотра выполненных работ. И, к сожалению, ФАС не пошел нам навстречу, и в РНП данного подрядчика не включили. Теперь он проработал 2 года еще на этом рынке, и в итоге все-таки продолжает пакостить, да? Что называется, некачественно выполняет работу. Мне не удалось это сделать в свое время. И вот есть на сегодняшний момент, может быть, кто-то из спикеров четко может подсказать, рассказать, алгоритм, порядок действий. Может быть, действительно, Светлана Декабрина, мы каким-то образом, да, разработаем внутри себя вот этот порядок претензионной работы. С чего начать? Ну, начал он ложить асфальт лопатой. Вот что в этот момент делать? Мне бежать, останавливать его и с ним же на следующий день расторгать контракт? То есть, что я должна в этом случае как заказчик делать? Вот на этом у многих ступор, понимаете, когда вот именно в момент начала некачественно производимых работ услуг начинаются вот определенного рода вопросы и проблемы. Ну, все начинается с приемки, наверное. Кто ответит? Ну, до приемки, понимаете, вот да, я понимаю, в момент приемки мне продолжать ждать, смотреть, как он еще километр лопатой укладывает. Я не могу этого сделать. Я должна его сейчас и в этот момент остановить. Сразу я ему должна сказать, что, господин хороший, вы неправильно, вы не соответствует вашей проводимой работе. Я же не могу ждать момента приемки. Нет, ну, любое исполнение контракта начинается именно с приемочной комиссии, которая
если как у вас расписано. И вы можете сказать сразу только после той экспертизы, которую проведет ваша приемочная комиссия. Это может быть сразу, может быть по сроку, в котором у вас описано в контракте. Ну, это вот реальный случай из нашей жизни. 2 года назад у нас это происходило. Но нам пришлось действительно дождаться, пока он доложит этот объем работ. Потом мы выслушали все, что необходимо выслушать. Нет, ну... От населения. Дать, да? Татьяна Геннадьевна. Уважаемые коллеги, вот хочу прокомментировать эту ситуацию, потому что у заказчика очень часто нету сил, возможностей, иногда опыта и компетенции, как это исполнять. Но тем не менее, если вы это увидели, то начинать необходимо уже вот сразу претензионную работу. Вы пишете претензию раз, вы пишете претензию 2 и указываете именно на то, что не соблюдается технология, не используются те машинные механизмы, которые изначально применялись. То есть претензии у вас уже обязательно официально должны быть. Вот. А дальше уже по, соответственно, выставленным претензиям вы имеете возможность, допустим, говорить о, может быть, прекращении работы, остановке работы и накладываете штрафные санкции, по факту расторгаете договорные отношения, потому что вы видите, что идет неисполнение. Да? Это обязательное, наверное, с вашей стороны позиции условия. Но почему я еще говорю «но», потому что вот буквально последнее выступление Анны Тимуразовны, замруководителя казначейства, как раз вот об этом и было. На сегодняшний день в рамках 44-го это прописано очень, поверхностно, скажем, и самые большие проблемы возникают именно на этапе исполнения договорных отношений, в том числе приемки. Поэтому на себя берет федеральное казначейство вот эту миссию о том, чтобы переписать этот блок закона, все, что касается исполнения и приемки государственного муниципального контракта. Вот они очень активно об этом говорили последний раз, вот буквально, наверное, месяц назад. Работа эта ведется, и будем надеяться, что она будет исполняться. Но на сегодняшний момент вы видите проблему, вы выставляете претензию, вы видите реакции нету, вы выставляете вторую претензию, вы выставляете штрафные санкции, приглашаете экспертов, которые имеют возможность вам написать экспертное заключение о несоответствии. У вас наверняка должен идти параллельно стройконтроль выполнения этих работ. Ну и, соответственно, если он есть, я понимаю, что, конечно, в этих случаях не всегда это реально, но тем не менее, у вас в администрации, у вас есть специалисты, которые этим занимаются, вы их приглашаете официально, фиксируете нарушения, выставляете штрафные санкции, ну и дальше пошло. Вот. Это реально, это возможно, мы понимаем, что, может быть, не так достойно это прописано в рамках закона, будем ждать, когда поменяют. Спасибо. Спасибо. Вопросы еще? Я еще хочу добавить, есть уже у нас статья «Контроль заказчика за исполнением контракта». Это же обязанность заказчика в процессе, контроль осуществлять. И лучше, чтобы в контракте были ваши права прописаны подробно о возможности контроля в процессе исполнения контракта. Да, типовые контракты. Либо тогда в типовой контракт надо этот момент прописать, либо у многих муниципалитетов встречала есть такие, методические, что ли, рекомендации, контроль за исполнением контракта. Вот прям на уровне муниципалитета утверждены прецеденты, есть практика. Возможно ли прописать изначально в условиях, если я знаю конкретно, что я провожу закупку на вид работ, который будет действительно нуждаться в контроле, вот прям начиная с самого начала работ, могу ли я в техническом задании прописать именно осуществление самого контроля? Вот то, например, если не вносить это в контракт? Тут в какой мере у вас обязательны типовые контракты, которые у вас на муниципальном уровне утверждены, надо смотреть. Обязательно к исполнению. Просто у нас, например, в регионе типовые есть, но МРКС, например, к ним относится так, что заказчик берет их за основу и может дополнить, расширить как угодно. Я просто не знаю, насколько у вас вот этот подход. У нас, естественно, разработаны свои типовые контракты. Последняя редакция утверждена была 25 июля текущего года. Мы все с вами видим, собственно говоря, изменения, наблюдаем изменения в законодательстве, поэтому типовой контракт также, собственно говоря,
параллельно вносятся определенные изменения. Да? Это первое. Да? Второе, значит, по контролю данная функция закреплена действующим законодательством, то есть даже вне того, что не прописано, это должно производиться на постоянной основе, это нужно понимать. Да? И третий момент, по итогам практической конференции у нас составится протокол, и я думаю, что, Светлана Декабрина, мы включим данный пункт. Протокол – это ведение методической работы как раз-таки по претензионной работе в связи, ну, скажем так, частыми случаями ненадлежащего исполнения контракта. Да? Поэтому над этим будем работать. Собственно говоря, на заметку мы берем. Еще можно по претензионной работе? Да. Вот микрорайон Кангаласа находится в отдалении от города Якутска, да? И у нас все время проблемы с получением отчетной документации по исполнению контракта. Бензина дают мало, мы сами ездить не можем, подрядчики, выполняя там какие-то условия контракта, тоже не хотят к нам ездить. Это тоже затраты и время. Обязаны ли мы, если мы знаем, вот, допустим, грейдирование дорог, приехал грейдер, отгрейдировал дорогу, так как мы его попросили, да, в течение 2 дней после там, нашей заявки, но документы мы получили через месяц. Обязаны ли мы наказывать его неустойкой за несвоевременное предоставление отчетной документации? Смотрите, у нас вот как раз-таки опять ссылаемся на типовой контракт, 4 раздел, приемка, все помним, да, предоставление документов, и там стоит, собственно говоря, пробел, и указывается, в течение какого срока, в календарных днях, в рабочих днях документация должна быть исполнительно, конечно, представлена, да, вот. Но я думаю, что здесь, поскольку, вот опять-таки, возвращаясь к функции контроля со стороны заказчика, я думаю, что необходимо в этой части все-таки усилить, да, и требовать предоставления документов, потому что если мы будем ссылаться на определенную там отдаленность там и так далее, то здесь мы упустим тот самый момент, о котором мы с вами говорим. Ну, упреждая еще, я хочу добавить, что вот в эти дни у нас были разговоры по поводу того, чтобы электронизировать исполнение контракта, то есть обмен документы, значит, между заказчиком, поставщиком, подрядчиком, исполнителем был в электронной форме. Такой модуль есть, такая модуль есть. Сейчас мы работаем просто над тем, как ее внедрить. В следующем году, скорее всего, это будет внедрено. По исполнению контрактов. Действительно, да, такая проблема есть. Если даже там стоит, в принципе, там в течение 3 дней донести всю исполнительную документацию, в реалии у нас, возможно, разные сроки, поэтому действительно нарушения. Нарушения не только со стороны поставщика, а в связи с этим и нарушается порядок оплаты, срок оплаты и так далее. Поэтому вот такое у нас предложение есть пока, в принципе, но до этого рекомендую всем как бы строже относиться к своим прямое исполнение своих обязанностей, конечно, нужно. Да, вопрос, пожалуйста, еще. Что? Не расслышали? Коллеги, а можно еще такой вопрос все-таки? Да, вот если мы так дружно, да? Все-таки я постаралась еще раз вчера изучить классификаторы профессий, каких-то должностей, и в итоге я так и не нашла нигде ни специалиста по закупкам, ни такую профессию, как контрактный управляющий. Вот вы в центре России, часто бываете на семинарах. В этом отношении есть какие-то перспективы в плане узаконивания, скажем так, нашей профессии? Потому что по факту эти обязанности несет назначенный приказом человек, экономист, юрист, кто угодно, специалист, могут назначить того, кто пошустрее, да, скажем так. И в итоге, ну, правда, иногда становится обидно за то, что мы начинаем уже разбираться и в технике, и в строительстве, и, ну, действительно, в чем угодно, специалисты широкого профиля. Вот, и есть ли в этом какие-то перспективы все-таки? Кто-нибудь рассматривает вот подобные вещи в плане узаконивания нас? Да?
Давайте начну я, может, Татьяна Геннадьевна еще добавит, как образовательный центр, мы все-таки тоже этот вопрос мониторим, но то, что существует два профессиональных стандарта, это эксперт в сфере закупок, специалист в сфере закупок, это, наверное, вам известно. Что касается паспорта специальности, паспорт специальности, он все-таки привязан и к тому высшему, к тому образованию, высшему либо среднеспециальному, которое у нас существует. В рамках развития высшего образования выделение в качестве отдельной специальности не планируется, и здесь еще до разделения Министерства образования по этому поводу достаточно четко высказывалось, потому что бакалавр экономики – это широко, бакалавр юриспруденции, это уровень высшего образования. Специалист в сфере закупок, как отдельное образование на уровне бакалавриата, не будет, не планируется и не будет. Поэтому данная специальность, она рассматривается обычно либо в рамках юридической специальности на уровне магистратуры, либо экономической специальности, но еще либо государственного муниципального управления. Что касается профессии, сам профессиональный стандарт, который существует, не предусматривает требований в наименованиях должностей. Это все-таки функционал, а не наименование должности. Поэтому, у большинства заказчиков в рамках штатного расписания, особенно если это государственный уровень или муниципальный уровень, у бюджетных учреждений попроще, у них есть возможность назвать, то есть это внести в название занимаемой должности. На государственном муниципальном уровне службе это не представляется возможным. То есть это функционал, который прописан в конкретной должностной инструкции. А как называется должность, которую ты занимаешь, ведущий специалист, главный специалист, бухгалтер, экономист, первой, второй, третьей категории, это не привязано именно к слову закупки. Поэтому мы всегда говорим о том, что сейчас немножко, вроде бы как 2020 год уже, это практически через месяц, и с 2020 года должна была какая-то уже такая активность, обязательность в рамках оценки квалификации появиться, но за это время оценка квалификации, по крайней мере, в рамках сферы закупок, в сфере этих двух профессиональных стандартов, она как-то так стартовала и заглохла, извините за выражение, потому что, во-первых, 3 года уже прошло в рамках, после того, как были приняты эти два профессиональных стандарта, они, образно говоря, морально устарели, они уже не соответствуют действительности, мы уже ушли далеко вперед, и попытки реанимировать какие-то проекты, предложить, они вроде как были, но тоже дальше этих попыток действий, по крайней мере, активных действий, мне неизвестно. Мы тоже пытались выяснить, а что же будет меняться в планах Минтруда. Лично я не видела именно изменения этих двух профессиональных стандартов, поэтому сказать, что это будет профессия, именно как название профессии, вряд ли. Хотя буквально месяц назад Министерство труда обозначило десятку наиболее востребованных скажем так, направлений деятельности, потому что профессия это сложно назвать, направлений деятельности, и специалист в сфере закупок был в 5 востребованных, самых востребованных. Но у нас торгово-промышленная палата активно должна заниматься развитием профессиональных этих компетенций, но пока больше вопросов, но Татьяна Геннадьевна сейчас еще добавит. Я хочу достаточно быстро добавить и резюмировать, может быть. Смотрите, уважаемые коллеги, у нас практически во всех отраслях есть какие-то свои пробелы, извините за честность.
И мы вчера вот на своей секции об этом говорили. Мы говорим, у нас там большие-большие проблемы в стройке. И когда мы вдруг узнаем о том, что в системе здравоохранения еще большие проблемы, мы понимаем, что, ну вот оказывается, не одни мы вот такие с этой головной болью. И эта же ситуация, эта же проблема у нас в области как образования, так и наличия, либо отсутствия, соответственно, профстандартов. У нас параллельно живет высшая школа, и высшая школа обучает своих студентов, специалистов не по профстандартам, которые вот уже сегодня есть и приняты, а по компетенциям, которые у нас расписаны в наших программах. Да? И одно дело профстандарт, совсем другое дело, когда у нас идет обучение, соответственно, молодых специалистов. Поэтому в этом отношении нету никакой взаимосвязи нормальной. Это первое. Второе. Уважаемые коллеги, вот я думаю, что вы со мной согласитесь, есть роль личности в истории. Вот есть Светлана Декабриновна, она собрала всех, она пригласила сюда полстраны лучших экспертов только для того, чтобы вы слышали, слушали и делали в дальнейшем все правильно. Да? И спасибо Светлане Декабриновне за это. Были у нас в нашей системе закупок лучшие специалисты и действительно активные. Мы говорим еще раз, например, о Катамадзе Анне Тимуразовне, мы говорим о Евраеве, и как только они у нас вернулись в систему госзакупок, у нас какие мощные пошли изменения. Может быть, где-то корявые, может быть, какие-то, но мы видим это, мы очень видим активное развитие этой ситуации. У нас в Высшей школе экономики была Кузнецова Ирина Владимировна, и пока она была, у нас направление профессионализации шло великолепно в стране. Перестала она работать в этой системе, у нас все заглохло. И профстандарты, кто о них толком вспоминают, те профстандарты 2, которые есть и существуют, они по сути уже не настолько нормально исполняют свои функции, потому что закон ушел далеко вперед, а профстандарты все равно старые, да, со старыми позициями, функциями. Будет новый человек, который это все организует, возглавит, направит и реализует, будет здорово. Пока, к сожалению, в нашей стране мы развиваемся вот в таком каком-то направлении. Будет человек, за ним будут какие-то дела и какие-то документы, которые нам будут полезны. Пока этого человека в системе профессиональной мы не видим, вот продвижение профстандартов. К сожалению, так. Профсоюза нет у нас. Кстати, вот вчера наш один из спикеров, Дон, он инициировал развитие профсоюзов у нас в госзакупок, но не могу сказать, что это дальше как-то активно развивается. То есть какой-то всплеск был активности, и на этом в Калининграде это вот вроде как и все, и замолчали об этом. Так что вот то, что мы сегодня видим. То, что мы сегодня видим. Может быть, Анна Владимировна еще что-то хочет сказать? Нет? Я просто вижу вашу реакцию. У меня мысль была только о том, что у нас, мне кажется, не люди, это, конечно, что же необходимая составляющая, пока у нас сверху не прилетит поручение, у нас ничего или точно не придет сдвинется. Человек, который со своей идеей будет что-то делать. Татьяна Геннадьевна, профстандарты, вспомните, как они писались. Вот я уж извиняюсь, но лично я мучила это с Агаповой Еленой Викторовной. Да. Прекрасно все это знаете, всю эту историю. Как мы понимаем, что если бы это была не Агапова, а Кузнецова, мы, наверное, были бы в другом уровне тех документов, потому что то, что сегодня есть, оно... Нет, но вопрос вообще в принципе, как это все там, выстраивалась вся эта система, и как мы эти профстандарты вообще в принципе получили, и как мы их там утверждали, это отдельная история. Да? То, что сейчас они на самом деле не соответствуют и требуют, и все прекрасно понимают, что с 2020 года должен был быть новый шаг, уже вот в этом именно в профессионализме заказчиков, что была это отсрочка вступления в силу этих норм, это профпереподготовка, которая, по идее, она и вступит в силу. И мы уйдем от этих 108 формальных часов. Да, конечно. Поэтому как это влияет на кого? То есть вот мы этого не видим. Здесь, опять-таки, я думаю, что формально все будут необходимые специалисты получать, опять-таки, бумажку, по которой также смогут работать. И здесь уже, к сожалению, мало. Да. Конечно, здесь вопрос не профессионализма, а вопрос формального соблюдения требований, постановлений, законодательства и всего прочего. Уже хочется неформальное соблюдение, уже здесь, конечно, я соглашусь, потому что... Это было соответствие. Да, спасибо. Но вот если подискутировали по таким моментам... В части профессии, коллеги, могу сказать, что мы еще в рамках Минэкономразвития, когда были регуляторами, соответственно, у нас руководство тоже, вот если Татьяна Геннадьевна говорила про человека, очень активное. Директор наш в свое время, я думаю, всем известный, Максим Вячеславович Чемерисов, он пытался сделать профессиональный праздник 5 апреля
Да, вот мы тоже, я неоднократно писала письма в правительство, что вот у нас все-таки столько там тысяч профессионалов работает в этой сфере, заняты и так далее. Но, учитывая, профстандарты появились у нас только в 2017 году, мы должны, сколько там, по-моему, 10 лет нужно, исходя из требований законодательства, там очень какая-то такая процедура сложная. Ну, что-то там, да, вот соблюдение всех этих требований, указ президента соответствующий должен появиться. Ну, короче говоря, пока это все... Сейчас вообще все затухло, как Елена Федоровна не сказала правильно, да, поэтому... Хотя, действительно, вот вы знаете, потребность таких специалистов очень высокая. Очень высокая. Мы даже где-то иногда выступаем в качестве таких кадровых агентств, когда заказчики говорят: будьте добры, нам, пожалуйста, молодого человека, какого-нибудь там мальчика, девочку, который вообще ничего не знает, мы его сами обучим. Либо другой вариант: дайте нам того, кто усидчивый, молодец, и будет исполнять то, что мы ему скажем. А кто-то говорит: дайте нам, пожалуйста, руководителя на хорошую зарплату, у которого есть опыт, практика и который умеет думать. Вот все варианты есть, понимаете? Все варианты, вся потребность в таких специалистах. От самого простого варианта до самого серьезного. Очень хорошим уровнем оплаты труда. Да? Ну вот так. Ну, в принципе, действительно, профстандарт очень большая проблема для всех нас. В частности, у нас в городе тоже одна из, я считаю, что одна из таких сложных проблем. Ну, считаю, что если бы была, как бы, был бы уже утвержден профстандарт, и он работал бы, да, допустим, и был бы штат, реальный штат сотрудника-специалиста по закупкам, то, возможно, часть проблем немножко бы отпала. Но, тем не менее, сейчас очень много заказчиков у нас, которые штата не содержат, но они заключают договоры гражданско-правового характера. Вот это вот очень сложно работать с таким специалистом, поскольку... Ну, что такое гражданско-правовой договор, вы сами понимаете, ответственность почти нулевая, приказы на него особо не действуют. И некоторые заказчики есть такие, которые заключают договоры со специализированной организацией. Возможно, это одно из решений этой проблемы, да, но, тем не менее, все-таки хотелось бы... Я позитивный человек и считаю, что когда-нибудь такое будет, и будут цениться все специалисты по закупкам, и будут у нас профессиональные союзы, и будут у нас профессиональные праздники. А пока, ну, как-то так будем. Можно я добавлю? На самом деле, вот наше мнение при анализе норм закона, мы видим, что у нас контрактный управляющий – это штат, это штатный специалист. Он не может быть по договору ГПХ, не может спецорг заменить его полноценно. Ну, договор ГПХ в данном случае, опять же, будет иметь признаки трудового договора, а спецорг в части процедуры у нас только по закону. Поэтому вот у нас, ну, в области так вот хотя бы на 0,2 ставки, но человек должен быть в штате, иначе нарушаем. Да, должны решиться эти вопросы. Так, еще вопросы есть? Вот поступил вопрос по поводу нашей системы АЦК Мунзаказ, по поводу КБК в АЦК планирования. Для ИИС нужен КБК до вида расходов, а в АЦК Мунзаказ вносим полное КБК до КОСГУ и вида мероприятий. Из-за этого куча изменений в плане закупок и в плане графики. Хотя этого можно было бы избежать, если бы, ну, естественно, какая-то полная интеграция в этом плане была с ИИСом. Ну, да, тут нужно обговаривать, видимо, с разработчиками, с нашими АЦК Мунзаказ БФТ, бюджет и финансовые технологии. Ну, в принципе, вот это вот требование, полное, указание полного КБК и КОСГУ до последней, как бы, цифры, это вот требование, скорее всего, нашего финансового органа, чтобы полностью оно соответствовать тем планам мероприятий и программ выделенных лимитов. Ну, передадим вопрос все-таки. Можно вопрос, Анна Владимировна? Я здесь. Анна Владимировна, по поводу вот в вашем докладе новых возможностей доп. Соглашения обсуждали их вчера на строительной секции, тоже 8-9 пункт. 8 больше 100 миллионов,
больше года и, ну, собственно, да, решение. 9-й просто возможность продления срока ровно на основной срок. Вот ситуация, да, контракт на 114 миллионов заключен на 6,5 месяцев. Объективно возникла проблема с проектом, там надо изыскание, перепроектирование. Стороны принимают решение продлить по 9-му пункту, стало больше года. Возникла возможность использовать 8-й пункт. Потом, если в ходе перепроектирования доп. Работы выявляется. А если сначала увеличили на 10, а потом еще и на 30 захотели, да? Вот тоже, да. вопрос. Стало Вот больше 100 миллионов, и уже так пытаются. Уже так сделали даже? Ну, пытаются, да, некоторые заказчики. Ну, ваши комментарии. Я вот, коллеги, честно, со стройкой мы сами пока ломаем голову, у нас формируется, для себя формируем некую схему и вообще видение того, как это должно все работать. Но в части того, что 10 и 30 все-таки это взаимоисключающие, мы считаем, что совмещать их нельзя. Нигде не написано, Татьяна Геннадьевна, сейчас доводов у меня по этому поводу нет. В части того, что продлить срок, а потом, соответственно, применить все сопутствующие изменения. Мне вот недавно, я рассказывала коллегам, тоже звонил руководитель одного полномочного органа и спрашивал про возможность сначала, они забыли в контракте прописать в принципе условия о том, что существенные условия можно будет изменить. И вот вопрос, можно ли внести сначала такое условие в контракт о возможности изменения, а потом уже эти условия менять. Вот вы как считаете? Обязательно в контракт вносятся только те, которые в пункте 1. Это уменьшение цены, изменение 10%. 8-9 пункт не обязан присутствовать в контракте, чтобы его применить. Там есть поставщик и поэтому... есть поставщик, но нет, все равно 8-9 пункт применяется. Существенные условия. Нет, там вопрос... Независимо от указания. Здесь, мне кажется, нужно смотреть из совокупности вообще, в принципе, опять-таки, возможности обосновать всю эту необходимость. Есть первая норма, да, о том, что продлить есть, да, основания и объективные основания. Нет, я вас прекрасно поняла, про что вы говорите. Сначала одно использовать, потом, соответственно, увеличить стоимость. Но прямого запрета на это, соответственно, в законе нет. То есть они по факту 2 пункта отдельно существующие. Ну вот, вы знаете, мы слышали такую позицию, такое мнение, что если в дальнейшем контрольный орган будет видеть в этом злоупотребление и нарушение, это один Я момент. про то и говорю. Если это объективная нужно в совокупности, то да. Совершенно верно. Это вот про то же возможность вот этих всех изменений в совокупности 10-30 вопрос. И понятно, что здесь должна быть обоснованность, как всегда мы это смотрим. Анна Владимировна, а вот это еще важный вопрос, потому что он именно касается, наверное, А вот я прошу прощения, перебиваю, вот Павел Владимирович, он на эту тему как смотрит? Павел Владимирович убежал с обеда, поэтому... Я вчера не успела с ним пообщаться, потому что на самом деле у них есть свое видение всех этих изменений градостроительного законодательства и в части осуществления контроля в том числе. Какие позиции, да, вот он комментировал, вот тоже очередной вопрос, который, я думаю, затрагивать будет всех. У нас теперь есть возможность сделать доп. Соглашение к строительной закупке плюс 10%, да? Плюс 10%. Именно тех объемов, которые были не предусмотрены первоначально. Раньше такого не было, сейчас такая возможность есть. Значит, и первый момент, который комментировал Павел Владимирович, я понимаю, что в теории это правильно, но я считаю, что в жизни такое принципиально будет невозможно. Он говорит о том, что если доп. Соглашение мы будем формировать, то нам необходимо будет стоимость в любом случае согласовывать с госэкспертизой, то есть достоверность определения сметной стоимости. То есть логически из нормы закона мы действительно согласны, что такое произойдет, и есть такая. Но я не поленилась, мы пошли в госэкспертизу, дали им этот вопрос, показали им нормы закона, они сказали: бред, это нереально, это невозможно, потому что госэкспертиза это делает там по срокам. В некоторых случаях там норма 45, в некоторых случаях 90 дней. Ну вы понимаете, да? Доп. Соглашение плюс 90 дней, ну кто как на 10% будет это все ждать. Да.
Да, ну вот это принципиально тяжело. Это, но тем не менее, мнение у него было такое, что вы обязаны пойти в госэкспертизу и получить достоверность определения сметной стоимости на эти 10%. Это раз. Я считаю, что это не так, но вот у нас у каждого есть свои мнения. Теперь другой вопрос. Тем не менее, нам нужно будет все равно обосновать, как мы получили, соответственно, эти 10%. Сколько это будет в денежном выражении, сколько это будет, ну, допустим, в объемах. В объемах понятно, в деньгах непонятно. У меня, например, проект был какого-нибудь там 2017 года, да, цены другие были. И нормы были, соответственно, другие. Допустим, расчет у меня выполнялся изначально в терах, а сейчас у нас уже совсем другие теры отменили, теперь мы обязаны пересчитать в ферах. Соответственно, мне как исполнять работу по прошлому законодательству или по существующему, да, законодательству? И нужно ли в этом отношении к 10% применять понижающий коэффициент, ну, допустим, процедуру аукциона. Я почему так говорю, потому что у нас, например, Министерство строительства всем рассказывает и комментирует, что вот 10% взяли, посчитали в уровне текущих цен, а потом взяли еще на коэффициент аукциона, умножили, там, опустились на 30%, значит, еще минус 30%. Мы с ними в этом отношении тоже не согласны? Но вот, нет, может быть, ваша позиция, ваше мнение. У нас идет. Нет. Ну, про аукцион точно нет, это абсолютно. Ну, вот по поводу повторной экспертизы, я не знаю, насколько здесь применяются изменения в градостроительные, когда заказчик самостоятельно теперь вправе применять решение о необходимости проведения повторной как раз-таки, да, экспертизы. Ну, там тоже градостроительный кодекс применялся, если формально смотреть на норму закона, то обязаны. Вот если формально смотреть. Если в реалиях наших, то это бред. Ну, а формально, Татьяна Геннадьевна, исходя из чего? Исходя из того, что он меняет цену, значит, и я смету. просто вспоминаю эту ситуацию, как там это сейчас прописано. Значит, у нас там постановление правительства было 427 и 145 постановление правительства. И так как внесли изменения в градостроительный кодекс новым федеральным законом, то вот как-то, я боюсь соврать, может быть, мне поможете, да? Там, это вы про ПСД, да? Ну, да, проектно-сметная Минстроевская, да? То в документ внесли изменения, а форма осталась старая. И получается, что если вот сейчас читаем новую норму градостроительного кодекса, получается, что каждое изменение предполагает экспертизу. Вот знаете, даже вот такие банальные моменты, мы это тоже обсуждали вот с коллегами в Москве, даже такие, вот у вас была НДС 18%, стало НДС 20%. Даже вот это уже внесение изменения в тот проект, который был, и это уже влечет за собой, соответственно, новую госэкспертизу. Бред, конечно, но это вот формально так. Ну, здесь на самом деле тоже можно спорить в этой части, вот потому что не приведено просто в соответствие с законодательством у нас федеральным. Мы это обсуждали с нашими вот коллегами тоже Института госзакупок, и у них эта позиция. Ну и вот, к сожалению, ее придерживается и Горечкин. Ну, вот, в продолжение этого всего можно сказать, что мы очень ждем, честно говоря, как тоже орган контролирующий с точки зрения, очень ждем, что же там все-таки Минстрой придумает с этими метод-рекомендациями по смете контракта, потому что мы, честно говоря, до конца не понимаем, как это будет выглядеть, как это вообще будет оплачиваться и что в итоге заказчик будет получать. Кто это будет делать, не дай бог. Кто это будет делать, да. И, ну, по крайней мере, то, что метод рекомендаций, которые видели мы, то, что они нам прислали на согласование, мы написали, не помню, листов 15, наверное, замечаний, потому что, ну, документ вообще абсолютно... Вопрос зачем тогда? Зачем? Да. Зачем вообще, в принципе, контракт на стройку? Зачем, в принципе, отыгрывать это все, если можно чего-то непонятно захотеть построить, потом тебе что-то построить, ты что-то принял. То есть документация, в принципе, здесь, исходя из изменений, которые были внесены, не нужна. Поэтому, ну, по стройке много вопросов. Это, на самом деле, вопрос вот этого системного толкования вообще всех подзаконных актов Минстроя, старых действующих еще приказов Советского Союза, поэтому здесь в совокупности, Татьяна Геннадьевна, я в части того, можно ли, вот мне кажется, что здесь надо, как вы и сказали, в итоге смотреть на обоснованность и на не злоупотребление в этой части. Вот, вот мы по расчету этих 10% тоже сходили в экспертизу и тоже задали им вопрос, как посчитать. Они принципиально сказали, что нужно считать уже по тем ценам, которые текущие на этот момент времени. И считать, например, по старым нормам по терам мы уже не имеем права. И все нужно пересчитывать, соответственно, по действующему законодательству, по действующим либо ГЭСНам, либо ФЭРам.
такая ситуация. Ну а вот понижать на аукционный коэффициент, ну тоже думаю, что это не совсем правильно. Хотя вот так трактуют, да? Есть такая позиция. Спасибо. Коллеги, а можно еще один вопрос поднять, который возник не так давно для нас, для всех в новинку, и правда хочется его понять до конца. Вчера мы слушали Виктора Викторовича Дон, и тоже как-то для меня, вот, например, в голове не уложилось несколько понятий гарантийных обязательств и их исполнений. Очень сложное понимание того, на самом деле, все-таки, когда мы должны затребовать от поставщика обеспечения гарантийных обязательств, той же самой гарантии, до или после возникают практически опять-таки моменты. Если мы требуем с поставщика в соответствии с нашим типовым муниципальным контрактом обеспечения гарантийных обязательств, так или иначе установленных, в какой момент? Если до подписания акта он говорит: вы же у меня еще работы не приняли, почему я вам должен что-то гарантировать? То есть вы у меня примите работы, с этого момента начнется гарантийные какие-то обязательства. Опять-таки подписываем акт приемки, в этот момент он может просто развернуться и заплатить нам несчастные 10%, там как, ну, просто... Но в нашем случае это несчастные, потому что у нас не такие большие контракты, не такие большие суммы, а делать эти копеечные обеспечения нам приходится, так или иначе. Пусть 300 рублей, пусть 200 рублей, но они есть у нас. И потом, опять-таки, нам их придется так или иначе исполнять, еще и в реестр потом контрактов выкладывать эту информацию, по новому, опять-таки, изменениям. И вот хотелось бы четко понять, кто-нибудь подскажите, в какой момент требовать обеспечения гарантийных обязательств у поставщика. Спасибо. Татьяна Геннадьевна, если бы вы были бы вчера на секции 4, у вас бы сегодня вопросов не было. Татьяна Геннадьевна, прошу. Да, на самом деле действительно вопрос такой неоднозначный, и где-то, наверное, повторяясь, хочу сказать, что законодательно нас решил посмотреть, как это начнет работать, а дальше уже, может быть, эту практику систематизировать. И поэтому вот эта практика у нас с вами началась. Ну вот, вариантов, конечно, в данном случае может быть много. Один из правильных вариантов – это все-таки гарантийное обеспечение представлять под исполнение контракта в целом, под исполнение контракта. Вот. И мы в любом случае готовясь подписать итоговые акты, имеем эту возможность сделать только после предоставления ОГО, да, обеспечения гарантийных обязательств поставщиком, исполнителем, подрядчиком. То есть все равно, ну то есть вы уже понимаете, что вы работу условно приняли, остается подписать документ. И перед тем, как вы подписываете, вы получаете документы о суммах, которые представлены по ОГО. Да. Если это другая ситуация, если у вас идет поэтапная, допустим, приемка, то это очень сложно организационно для как вас, так и для поставщика. Ну вот представьте себе, у вас там каждый месяц идет какая-то приемка какого-то объема, и вы на эту приемку, соответственно, спрашиваете документы с поставщика. Это могут быть каждый раз разные документы, это может быть обеспечение одного банка, обеспечение другого банка в разных там суммах, это может быть обеспечение в денежном выражении. То есть головная боль страшная, и действительно вам необходимо это все фиксировать в ИСе и сопровождать организационно очень непросто. Это те вопросы, которые проблемные, которые остаются. И вообще нерешенный вопрос, если вы делаете, соответственно, закупку неопределенного объема, то как по этому неопределенному объему, соответственно, считать и выставлять обеспечение гарантийных обязательств для поставщика. Нерешенный вопрос, я вам не отдам ответа, потому что никто его не знает, потому что законом прописали, а уже вот как бы процедуру исполнения нет. Вот, увы, к сожалению, так. А приемка этапа исполнения тоже требует предоставления гарантийного обязательства? Ну, на самом деле, это же нормами закона не определено, это должно быть определено в условиях контракта. И как вы, заказчики, прописали это, так и, соответственно, это и будет. Кто-то сказал, давайте поэтапно, и началась вот эта головная боль поэтапной приемки. С одной стороны, организационно тяжело, с другой для поставщика тяжело, с другой стороны, мы понимаем, что, допустим, вот вчера я приводила пример по обслуживанию уличного освещения. Вот у меня идет обслуживание в течение года. Каждый месяц меняю по центральным улицам города лампы. Да? Сегодня заменила, следующий месяц заменила. И каждый раз, меняя лампу, у меня на нее гарантия на 6 месяцев. Вот как поступить? Угу.
И это технически очень проблемно. Ежемесячно подписывается акт. И вы по акту, по сути, должны спросить, если вы это прописали у себя в контракте, вы должны спросить с него документ. Да у вас поставщиков вообще не будет больше. Понимаете? Это такая неприятность. Поэтому, ну да, один из вариантов это все-таки спросить по окончанию контракта в целом и подписания итогового документа в целом. Да? Вот. Но это, наверное, правильный вариант. Но все же зависит от того, как вы уже сейчас это сделали, как в своем документе, как в своем контракте это представили. Ну, Вопрос какой? Контроль? Кто осуществляет контроль за исполнением гарантийных обязательств? Я имею в виду, будет ли он не выше только гарантийных финансового, обязательств, а я не знаю, всех кто? обязательств по исполнению контракта. Все контрольные органы, которые, да? А насколько это относится к функции органа внутреннего финансового? Ну, в смысле, вот по 8 части. Исполнение контракта, да? Анна Владимировна. Части исполнения формально, наверное, да. Ну, это, видимо, тоже, Татьяна Геннадьевна сказала, Такое что мы сейчас четко не как-то не вот в предмет контроля какого-то органа не отнесено четко. Ну, только в рамках исполнения контракта, я думаю, четко-то это не прописано. Он смотрит все целиком, в том числе обеспечение гарантийных обязательств. Да? Все? Анна Владимировна, мы вас замучили вопросами, да? Ну, да нет, пожалуйста. Собственно говоря, о наболевшем, да? Я просто задумалась, на самом деле, как это смотреть-то будем в рамках исполнения и на что смотреть. По исполнению, да, в части изменений по пункту 8 вот, по строительным закупкам, дело в том, что учитывая определенную сжатость по срокам, ну, по строительным, да, срокам, значит, на территории республики, и, собственно говоря, когда у нас закупки строительные проводятся в основном в рамках национальной программы, да, то есть лимиты у нас доводятся в марте, к концу года уже в ноябре нужно отчитаться об исполнении, мы не можем говорить о том, что у нас срок действия контракта будет не менее 1 года. Да? Вот вообще стоял ли вопрос об изменении вот этого одного из условий, когда одномоментно у нас 3 условия должно быть? Исполнение не менее года, сумма не менее 100 миллионов и решение... Понятия не имею, коллеги. Писал Минстрой, торжественно все это, я не знаю, в течение какого времени в это все внес. Мы видели уже результат так же, как примерно все другие заказчики. Ну, понятно, что он там согласовывался и так далее, но это все было инициатива Минстроя, это их видение этого всего процесса. С чем это было вообще, в принципе, обусловлено? Почему год? Почему 100 миллионов и так далее? То есть здесь вот, ну, я вам не могу даже подсказать. Вопрос по срокам. То есть вы говорите о необходимости сокращения. Ну, однозначно, да, сроки о том, чтобы уменьшить, поскольку, вот, допустим, данные по исполнению национальных программ за этот год выделили несколько регионов, в том числе Республику Саха-Якутия, в части того, что у нас не 100%, а более 70% только процентов исполнения, но на октябрь месяц уже практически срок завершен, да, строительный. Сравнивать с другим регионом, где, соответственно, климатические условия иные, и у них есть возможность до декабря закрыть, собственно говоря, исполнение, да, в полном объеме. И получается, что ну, вот какие-то определенные неравные условия, какие-либо, ну вот я поняла, что это инициатива Минстроя. Ну, у нас про равные условия, это давно же тоже обсуждается инициатива по поводу особенностей для вот, северного завоза и всего прочего. Это же, вот, наверное, как одно из. Вообще особенностей на самом деле очень много, и вот сейчас только... Если помните же, первоначально, когда только 44-й был принят, все очень жестко стояли на том, что все должны быть в единых условиях работать, несмотря ни от сферы его применения, ничего. Сейчас все больше и больше появляются особенности, появляются особенности регулирования, медицина, стройка, да, пока вот 2 таких направления. Но вот именно в этой части, то, что вы озвучили, по крайней мере, я не слышала, чтобы обсуждали. Поэтому... Ну, хорошо, спасибо. Я думаю, пока просто не сталкивались, как Татьяна Геннадьевна сказала, на самом деле, по итогам хоть какой-то практики, когда начнет уже в полном объеме эта мера, норма применяться, тогда, наверное, да. Но мы все-таки оттягиваем этот период, и я так думаю, что Минстрой будет еще не быстро разработать эти методы-рекомендации и прочие там сопутствующие документы, поэтому хотя бы, по крайней мере, в рамках исполнения мы будем по старым правилам жить. Мы пока вот надеемся так.
Спасибо. Еще вопросы? Можно немножко позволю себе, да, прокомментировать ваш разговор? Вообще, мне интересно, да, в Российской Федерации, Россия, СССР, очень хорошая экономическая школа, да, славящаяся там на весь мир. Но когда я задаю вопрос разработчикам того же 44-го федерального закона, когда он только появился к нам сюда, много-много кто приезжал, у меня был вопрос, кто, например, по пункту 4 поставил 2 миллиона рублей? Ну и люди просто разводили руками и говорили, ну, не знаю, вот точно так же и 100 миллионов рублей, да, которые, мне кажется, непонятно откуда взявшиеся. Больше не 100, а 1 год волнует, 1 год. Позвольте, пожалуйста, я вот не могу не прокомментировать эту ситуацию, потому что это вот у меня прямо душевная боль. Вы знаете, что у нас в Иркутской области были страшнейшие наводнения, паводки, да, и последствия очень проблемные. У меня несколько докладов вот на протяжении последнего времени было о том, как не работает 44-й федеральный закон по ЧС. К сожалению, мы с вами все можем попасть в эту страшнейшую ситуацию. Я помню, в прошлом году, когда мы сюда приезжали, у вас отключали на некоторое время свет, да, тепло. Это вот представьте себе, если вдруг его не включили, и вдруг произошло, перемерзла теплосеть или еще какие-то вот такие проблемы. Это страшно, уважаемые коллеги. И вот то, что у нас произошло в Иркутской области, страшно. И потом идет реализация ЧС. Она вообще не работает по нормам 44-го федерального закона. Если, не дай бог, кто-то из нас попадет в эту проблему, то мало, поверьте, не покажется. Так вот, значит, одно из предложений, которое мы вот по результатам даем, мы говорим о том, что необходимо комплексная оценка ситуации. И необходимо, я не знаю, выделять какие-то деньги, какие-то гранты для того, чтобы специалисты выезжали, обдумывали, что такое ЧС, какая классификация ЧС, когда оно может произойти, ну и, соответственно, потом принимали решение, как будем покупать, через там, Росрезерв какие-то потребности, какие-то через там еще какие-то варианты, может вообще вывести из норм закона какие-то, да? Знаете, на что мне на вот эту формулировку говорят? Говорит, Татьяна Геннадьевна, нам не нужны общие фразы, давайте конкретно предлагайте, что делать. Как я, человек, да, вот, который не изучил эту ситуацию, могу предложить конкретно, давайте вот завтра вот так сделаем и все, да, потому что вот действительно, сколько я слышу от очень многих спикеров, и последний раз на большом мероприятии нам тоже говорят, давайте теперь сделаем так, давайте опыт по всем закупкам внедрим, вот который у нас сейчас постройки есть, по всем закупкам внедрим его в нашу систему. Вот только мы еще не знаем, опыт насколько поставим, чтобы у поставщиков было. Любой поставщик мебели, поставщик продуктов питания, все. Опыт не знаем, насколько поставить. На 10 миллионов или на 20, это мы еще думаем. Скажите, пожалуйста, откуда эта цифра появилась? С потолка? Ее никто не посмотрел, ее никто не проанализировал, поэтому я возвращаюсь к этому вопросу. Ну, Татьяна Геннадьевна, это вот я вас, извините, перебью, но это не с потолка. На самом деле, как бы база есть, и те же 100 миллионов, это брали, соответственно, контракты заключенные. Вы ответите, откуда появилось 100, откуда появилось 300, откуда появилась сумма, или там 25% демпинг или что-то еще? Демпинг, хоть одно мы видели, нет, демпинг мы смотрели. И... Нет, демпинг это, опять-таки, какие-то цифры, я с вами соглашусь, наверное, цифры, берутся из потолка. Поверьте, какие-то цифры в любом случае видим, есть анализ. Этим занимаются и какие разрабатывают эти вещи. Все остальное это, ну, оторванные очень часто от жизни какие-то нереальные варианты. Очень часто именно так. Ну, Анна Владимировна, но мы понимаем, что есть, конечно, аналитики, которые сидят в Москве, которые не приезжают в Хангаласский улус или куда-то еще и не видят и не понимают, какие в том числе потребности. Я с вами в этой части абсолютно согласна. К сожалению, часто такое бывает. Здесь-то как бы мало кто вообще об этом в принципе думает, я могу сказать, что есть такие улусы, что есть муниципалитеты, которые тоже чего-то там закупают и контрактуют. Даже никто об этом и не думает, конечно. Почему оставили 2 миллиона и так далее, вот эту историю, я тоже до конца не понимаю, увеличиваю до 300 тысяч, понимаю, что на 100 тысяч рублей писалось в далеком 2012 году, когда только первый, да, там была редакция, в первой редакции законопроект был принят. Эта цифра была еще с тех пор, с 2012 года, прошло уже, дай бог, 7 лет, 8, да, получается, почти. Почему, как бы,
понимая там стоимость денег и всего прочего, почему эти цифры только что, да, там изменили до 300, повысили. Ну, надеемся, что в следующем законопроекте уже будет и общий объем увеличиться, и квоты это, да, не только единичные закупки в рамках 300 тысяч. Поэтому, а все остальное, ну, наверное, да, и сроки вступления в силу, хотя они в любом случае просматриваются и отслеживаются в части необходимости доработки ИИСа, да, там и так далее, функциональная составляющая, она тоже есть. Но, опять-таки, это, знаете, можно вот это как с двух сторон смотреть на это, на все. Я вам могу сказать, что законодателям тяжело, вы скажете, что применять это все тяжело, и в обоих вариантах будет своя правда. Поэтому здесь, ну, а то, что часть оттуда, ну, наверное, да. Вообще я хотела задать изначально вопрос, да, по поводу, вернемся от больших глобальных закупок к совсем маленьким, пункт 4 и 5. Вот пункт 4 и 5, я так понимаю, он рассчитывается кассовым методом. То есть если у меня есть договор какой-то маленький, там 50 тысяч рублей, я его заключила в 2018 году, но случился форс-мажор, и мне его не оплатили. Работы выполнены, он вошел в лимит 2 миллионов 2018 года. Когда наступил 2019 год, я его оплачиваю, получается, он у меня опять съедает этот лимит 2019 года с 2 миллионов рублей. Правильно я думаю? Ну, на последней учебе, когда я получала сертификат конкурсного управляющего, да, диплом, мне лектором было сказано, что да, если вы его оплатите в 2018 году, то у вас лимит уменьшается, вот ваши 2 миллиона он съел, 50 тысяч рублей. Если он переходит кредиторкой на следующий год, то он съедает с 2 миллионов 2019 года. Это так? У меня вопрос связан с тем, что, например, котировки для расчета котировок, если я провела котировку в 2018 году, то есть я ее рассчитываю по плану закупок 2018 года. Если у меня кредиторка, она перешла на 2019 год, то она уже не входит в эти 10%, которые я должна рассчитать на свои котировки. Получается, какие-то закупки идут методом начисления, какие-то кассовым методом. Но я бухгалтер сам по себе, поэтому у меня такие понятия и выражения. Но я права в этом вопросе или нет? Поправьте меня. Я всегда думала, что если контракт заключен в 2018 году, то я его включаю в расчет 2 миллионов рублей 2018 года. Но в этот раз меня поправили и сказали, что вы абсолютно не правы, и что 2 миллиона 2019 года вы тоже должны убрать. Ну, с 2 миллионов. То же самое касается пункта 5. Это в части кредиторки имеете в виду? Суммы кредиторки? Ну, расчет с ГОСа, да, вот 2 миллиона, вот когда придет контрольный орган, он у меня что делает? Он берет маленькие контракты, считает их, и выявляет, превысила я 2 миллиона рублей там, или 50% с ГОСа или нет. Вот эти вот 50 тысяч рублей он мне где посчитает? В 2018 году или в 2019? Он у вас уже был запланирован в 2018 году. Как он повторно может? Потому что оплачу-то я его в 2019 году. Оплата со стороны заказчика происходит на следующий год. У нас, коллеги, даже когда вот только был принят 44-й, у нас был такой слайд, мы рисовали, что такое СГОС. И процент как раз-таки считается от оплаченных. И то есть мы говорили, эти все переходящие, тогда то есть вы смотрите период оплаты. То есть если у вас оплата в 2019 году, то это пойдет в квоту этого года. То есть, то есть вы смотрите не на момент заключения, а на момент уже оплаты. Всегда же так, да. То есть. Это он может быть запланирован, например, в 2018 году, но с ГОС ходить 2019 года, поскольку оплата в 2019 году. Ну, здесь, коллеги, тут упирается в понятие совокупный годовой объем закупок. А закупка у нас с точки зрения понятийного аппарата заканчивается исполнением контракта. Пока вы его не оплатили, у вас контракт не исполнен, у вас закупка не завершена. Другой вопрос, что вы когда планировали, да, то есть вы же сначала в план-график вносите, да, там, эту закупку, да, и то есть вы, когда ее планировали, вы, наверное, не предполагали, что это будет кредиторка.
Да? То есть и вы думали, что вы оплатите это там в 2018 году, поэтому себе в своих планах вы предполагали, что это будет с гос, войдет в 2 миллиона 2018 года. Но так случилось, что вы не оплатили в 2018 году, да, оплатили в 2019. То есть у вас закупка, получается, завершилась в 2019 году. И, соответственно, это... Да, пошло, тут какая разница между котировками и единственным поставщиком, я не вижу, там 10% от СГОС, здесь да, и там одинаковая формулировка, поэтому тут не может быть для котировок одна позиция, для закупок у единственного поставщика другая позиция. И когда вы это поняли, то есть у вас уже все, у вас 2018 год уже прошел. Поэтому... СГОС, это понятно, да, совокупный годовой объем закупок. Я говорю конкретно про лимит 2 миллиона рублей. Это не СГОС, это 2 миллиона рублей, просто лимит установленный. Вот 2 миллиона я должна в прошлом году и в этом году. Почему я должна их дважды отнимать? Если у меня по факту работы свершились в прошлом году, исполнение произошло все в прошлом году, почему я еще на 50 тысяч должна уменьшать 2018 год? СГОС, понятно, кассовые выплаты, там это немножко, ну, для меня лично, как для... Да, это немножко разные понятия. Дополню, да? Вот Елена Федоровна, да, уже у вас ответила на этот вопрос. 2 миллиона закупок, да, это не просто, это 2 миллиона закупок. Давайте просто вспомним, да, значит, у нас статья 3, да, что такое закупка? Заканчивается полным исполнением обязательств сторонами. То есть вот закупка, она у нас закончилась. То есть закупка, факт совершения закупки в 2019 году. Все считаем в 2 миллиона этого года. Ну тут, понимаете, вот я поняла, почему возник у вас вопрос. Смотрите, у нас пункт 4, да, так же, как и пункт 5, да, оперирует двумя гранями. Либо 2 миллиона, да, либо там 5%. Но мы не можем по-разному относиться к 2 миллионам и по-разному относиться к 5%. 5% у нас считается от совокупного годового объема закупок. Да, мы не можем там здесь вот так считать, а 2 миллиона по-другому считать, потому что это одна норма. Поэтому мы считаем одинаково. То есть одинаковым методом, да, как вы говорите, как бухгалтер, да, там кассовый или второй, как вы называли. Не может быть два разных подхода в рамках одной нормы. Отнять те 50 тысяч, которые у тебя запланированы в 2018 году, из плана графика 2018 года нельзя. Потому что ты его запланировал. СГОС – это вот те лимиты, которые у тебя запланированы, исполнены, правильно? Году. Зачем уменьшать? Ну, лимит это рассчитывается с ГОСа. Здесь проблема-то не в лимитах. Давайте, коллеги, у нас на самом деле, вот, не могу просто до конца вспомнить, чтобы вас сейчас не обманывать. По кредиторке была позиция, это именно по кредиторке, вот, по переходящим. И в какую часть ее формировать. Давайте я вот вернусь в понедельник, поищу и перекину
коллегам тогда на почту, ну или вам подадите, оставлю электронку свою. Потому что была вот как раз-таки специфика вот переходящих этих платежей всех, на самом деле, да, обязательства, возникшие в том году, и как раз по кредиторке. И многие говорили о том, что когда вот были эти кризисные годы у нас, что формировалось там 90% кредиторки, которая была переходящей, как раз-таки где это учитывать и считать. Давайте я найду и там на следующей недельке вам тогда перекину, хорошо? Светлана Декабрина, а можно еще вопрос? Давайте. Вопрос к Анне Владимировне. Я представитель департамента финансов. У нас проблема какая возникла сейчас? Светлана Декабриновна тоже в курсе по обеспечению жильем детей-сирот. Вчера на секции по строительству мы с Татьяной Геннадьевной этот вопрос тоже обсуждали. 44-й закон позволяет приобретать жилые помещения для детей-сирот у физических лиц. При этом он устанавливает обеспечение исполнения контракта. Но физические лица не выходят на запросы предложений, которые они проводят у нас в Департамент жилищных отношений. И они потом находят их сами, предлагают у них выкупать эти квартиры, уговаривают их, но при этом физлицо обеспечение опять же не хочет предоставлять и не предоставляет. В этом случае у нас, получается, идет выполнение переданных госполномочий, ну как невозможно получается. Сейчас тем более конец года, у нас деньги остались. И по этой субвенции есть еще федеральные деньги, они идут с казначейским сопровождением, но там в этой части в этом году ДЖО провели закупки аукционы, и там, в общем, с застройщиками они договора заключали. А физлица, они пришлись на деньги госбюджета. И у нас в этом году, видимо, вот большая вот эта проблема возникла в этом плане, вот 44-й, то, что он устанавливает для физлица те же самые гарантийные обязательства, которые там для юрлица. И вот я, вот, допустим, как физическое лицо, я буду продавать квартиру, ко мне приходит представитель департамента жилищных отношений, еще кого-то, и предлагает мне продать квартиру по госзакупкам, да, и говорит, мы у тебя купим квартиру по такой-то стоимости, но при этом, при всем, ты нам обеспечишь начало исполнения контракта там 100 тысяч, 150 тысяч. Я как физлицо думаю, ну зачем мне это надо, я не пойду. Где я буду искать эти 100 тысяч, хотя так как я продаю квартиру, мне проще подождать, продать квартиру по ипотеке другому физлицу, правильно же? И вчера Татьяна Геннадьевна предложила такой вариант, то, что как бы, возможно, в 44-й внесут изменения в этой части. В части физлиц, может, там какие-то упрощения будут, и когда они будут. Нет, тут это надо... была инициатива о том, чтобы отвести в отдельное регламентирование именно такого рода, ну, вот, приобретений как раз. Самозанятые там у нас сейчас да, появляются. это как бы сейчас проблема, но проблема это у нас сейчас есть, вот ее нужно сейчас прямо решать. И тут вопрос не о том, что он не хочет как бы обеспечить этот контракт, исполнение контракта, а в том, что, то есть в контракте заказчик заранее не выставил требования об обеспечении исполнения контракта. Контрольный орган считает, что это нарушение. Но у физического лица, в принципе, не может быть, ну не может быть, у него тоже, в принципе, и нет возможности выбирать вот, обеспечение исполнения контракта, когда, как другим участникам закупок, предоставляется возможность выбрать способ или банковская гарантия, или денежным депозитом, а у него именно вот только денежным деньгами. Поэтому в целях как бы минимизировать те риски, которые, чтобы он отказался и попал там далее в реестр, заказчик решил не выставлять, то есть не заключать с ним контракт, то есть заключить контракт без обеспечения исполнения контракта. Ой, да, без этих сумм. Да, обеспечение исполнения. Светлана Декабрина, можно я вас перебью? Как раз таки те контракты, два контракта, которые мы сейчас согласовали, у них в конкурсной документации обеспечение исполнения контракта это конкурсная выставлено. документация. В проекте контракта тоже есть, что физлицо, Дедюкина, там еще кто-то, они обязаны им 143 тысячи перечислить до заключения контракта. Давайте уточню. И получается, по статье 25, по части 25 статьи 93 финансовый орган согласовывает несостоявшиеся конкурсы, и контракт заключается на условиях закупки и
о начальной максимальной цене, предложенной уже участникам закупки. Я понимаю, но на этот момент у меня есть своя особая точка зрения, как вчера мне сказали. Поскольку этот контракт, то есть вот эта вот закупка с единственным поставщиком, я не считаю, что это продолжение той конкурентной закупки, это совершенно самостоятельная закупка. Самостоятельная, потому что ранее, до внесения изменений, там было согласование по пункту 25 только с тем поставщиком, который был единственный. Вот тогда он реально должен быть только на условиях той документации конкурентной, по которому шел. Там изменений никаких условий существенных, несущественных не должно быть. А после внесения изменений я считаю, что это совершенно самостоятельная закупка, потому что после того, когда не поступило ни одной заявки, заказчик идет и выбирает себе того поставщика, с которым он должен заключить. Сначала он ищет его, и когда находит, идет на согласование к вам. И по срокам тогда, что у них сроки 10 дней рабочих, да, с момента опубликования протокола. Ну, я считаю, что да, действительно есть, конечно, нарушения со стороны заказчика, но по-другому на сегодняшний день решить эту проблему невозможно. Это понятно, потому что ответственность за сроки несет сам заказчик, там по КОАП предусмотрен штраф административный в части того, что это новая закупка. Часть 27 статьи 83.1. Там речь идет о запросе предложения в электронной форме. Если он не состоялся, не подано ни одной заявки, либо все заявки были признаны несостоятельными, заказчик принимает решение внести изменения в план-график закупок и провести новую закупку, либо заключить контракт с единственным поставщиком по нашей статье, части 25 статьи 93. Здесь идет в этой статье все равно привязка к тому запросу предложений, который не состоялся. Нет, ну... Да, к тем условиям, по которым этот запрос предложений не состоялся. Получается, запрос предложений был с обеспечением исполнения контракта, а потом заказчик переобулся по дороге и пошел, заключил контракт уже на других условиях. Это уже нарушение, и вот представители ФАС ушли, да? Мы считаем так, и вот как нам теперь вот сейчас, каким вернее работать ДЖО? А сейчас то, что вот они нашли 2 физлиц, да, вот единственных, которые согласились продать им эти квартиры, а когда они услышат, что они им еще, оказывается, 140 тысяч должны, да, на счет, они скажут, да идите вы, ну как, откажутся спокойно, и у нас, получается, сироты останутся без жилья в этом году. Нет, ну, в принципе, тут касается и имущественный вопрос. Например, вот собственник здания, собственник жилого помещения, это его собственная, собственность, его имущество. Поэтому тут с обеспечением, мне кажется, тоже как-то по-другому должен решаться Коллеги, вопрос. я предлагаю данный вопрос все-таки отвести в локальное обсуждение, да, между структурными подразделениями. Вот. Значит, время у нас по регламенту уже превысило, скажем, да, установленное время, поэтому вопрос к участникам. Еще какие-либо вопросы есть, либо мы можем дать слово Светлане Декабриновне для заключительной речи. Да? Да. Ну, от себя лично хочу сказать огромное спасибо за участие, большое огромное спасибо нашим спикерам за предоставленную информацию, за открытость, за доступность, за откровенность, скажем так, в некоторых случаях, да. Действительно, были даны такие исчерпывающие, хорошие вопросы, ответы, уже заговорилась, да. Значит, ответы даны были, и я думаю, что в дальнейшем, значит, нашим заказчикам и нашим приглашенным участникам, значит, вся информация, которая была предоставлена, она, конечно же, пригодится, да, и поэтому считаю, что цель нашей конференции все-таки достигнута в этой части, обмен у нас произошел, определенная информация еще, по крайней мере, от Анны Владимировны на следующей неделе поступит по кредиторкам, и вообще в целом хочу сказать, что информацию, ту, которую мы получили в виде презентаций, по крайней мере, нашим муниципальным заказчикам, она будет доступна, опять-таки, на нашем сайте, да, закупки Якадом, значит, вы там можете посмотреть, значит, ну и, собственно говоря, на этом я
Откланиваюсь. Светлана Декабрина, слово. Ну, я в свою очередь тоже выражаю огромную, просто огромнейшую благодарность всем спикерам, которые приняли наши предложения и прилетели в такую даль, в такой холод. Но вот мы впервые задумали такое как бы мероприятие, которое охватывает именно те вопросы, в которых есть проблемы. Проблемы, они повсеместно, а именно вот те проблемы, которые у нас в городе. Это и контроль, это и, значит, объекты строительства, это и, в принципе, изменения в законодательстве, это вот профессионализм заказчиков. Ну, в принципе, вот те вопросы. Надеюсь, что все наши участники получили ту информацию, которую хотелось им услышать, да, и, ну, и вооруженные до зубов будем работать дальше. Единственное, я как-то, в принципе, не очень как бы радостно сообщаю, что у нас участников оказалось меньше, чем ожидалось. Вы не представляете, какого уровня это специалисты в России, какого высокого уровня. Вот в центре России у них полные залы собирают по платным семинарам, по платным. А у нас в городе Якутске мы предоставили возможность бесплатного обучения. Ну и вот я разочарована немного, может быть, наши заказчики до уровня, до такого не доросли, но все-таки мы идем вперед, идем, как бы не стоим на месте. Мне бы хотелось, чтобы в следующий раз у нас заказчиков, участников любого уровня было намного больше. Спасибо большое, очень благодарна действительно всем вам за ваши ответы, за ваше выступление. Ну, вы сами убедились, что у нас действительно спикеры очень хорошие. Ждем вас в гости еще раз. Согласны на все ваши условия предоставить трибуны наших